У вас где-то... Да, я в курсе. Но вы должны... В 2020 году Союз женщин России отмечает свое 30-летие. Но история этого женского движения началась гораздо раньше. Священная ненависть к врагу поднимает на бой с фашизмом многомиллионные массы женщин. Осенью 1941 года на первом всесоюзном антифашистском митинге советских женщин, проходившем в Москве, герой Советского Союза Валентина Гризодубова с кремлевской трибуны призвала женщин всего мира объединиться и дать достойный отпор немецко-фашистским интервентам. Так был создан антифашистский комитет советских женщин. На протяжении 80 лет организацию возглавляли сильнейшие женщины страны. Депутат Верховного Совета СССР Нина Попова. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Алло, Юля. Да. Ага, я вас слышу. Мгм. Так, здесь я и тут, и там. Тут и там вашу маму показывают, да? Общественный деятель Зоя Пухова. Заместитель председателя Госдумы Алевтина Федулова. Депутат Государственной Думы Екатерина Лахова. Именно они формировали в глазах мирового сообщества образ современной советской женщины, способной решать социальные и политические вопросы. Я хочу сегодня сказать, что мы действительно шагали от года в год, чтобы быть вместе, собираться вместе, говорить о своих проблемах. Комитет советских женщин – это та организация, тот дом, через который проходят тысячи и тысячи женских судеб. Комитет понимает
чувствует эту женскую боль, а потому имеет полное право поставить этот вопрос и потребовать его решения от самых высоких инстанций – законодательных и правительственных органов. Когда Советский Союз перестал существовать, необходимо было во что бы то ни стало сохранить организацию, которая отстаивала бы права и разрабатывала государственные механизмы по защите женщин, семьи и детей. Общественные и политические деятели, активистки из регионов, они понимали, что для защиты интересов женщин необходимо объединиться и решать эти вопросы централизованно и системно. Именно они учредили первый устав организации. Благодаря профессионализму и опыту этих женщин удалось сохранить структуру женсоветов и продолжить востребованную социально значимую деятельность. Так Союз женщин России стал правопреемником Комитета советских женщин. Я думаю, что женских организаций теперь создано немало, но среди них первыми бы назвала женские советы. Они работают на общественных началах во всех регионах Советского Союза, и многие из них очень интересны и творчески. В период жесточайшей безработицы 90-х Союз создавал центры занятости и ярмарки вакансий, открывал курсы для безработных молодых женщин с детьми и оказывал поддержку пенсионерам. Была разработана и запущена программа «Дети России». В первое постперестроечное десятилетие активистки Союза поставили перед собой задачу по выявлению наиболее острых социальных проблем, накопившихся в стране, с целью донести их до органов власти и помочь найти решение. Политический и экономический кризис, достигший своего пика в 1993 году, послужил сигналом к объединению 3 женских организаций, создавших политическое движение «Женщины России». Впервые в истории мирового парламентаризма женщины создали свою политическую фракцию в Государственной Думе. Фракцией было реализовано более 300 законодательных инициатив, в том числе в сфере защиты семьи, материнства и детства. Создан новый семейный кодекс. Женщины участвовали в Конституционном собрании, что позволило отстоять не только равные права мужчин и женщин, но и возможность их реализации. Мы трижды уже в Думе выходили с данным вопросом. Первое. Мы вносили поправку в бюджет 2005 года. Нас не поддержали вы. Мы вносили поправку, и это прошло в постановлении при обсуждении 122 закона. Вы нас не поддержали. При дополнительных доходах 2005 года не поддержали. Мотивировка. Нет механизма и нет денег. 20 тысяч детей-сирот сегодня не обеспечены жильем. В это же время организация вела свою деятельность и за пределами России. Союз женщин принимал активное участие в заседаниях комиссии ООН, выступал с предложениями по усилению социального статуса женщин в рамках Пекинской платформы действий. А в 1995 году Союз женщин получает консультативный статус ЭКОСОС ООН и диплом «Посланец мира». Союз активно участвует в работе международных женских организаций, закрепляя позиции российских женщин на международном уровне. Для организации начало 2000-х стало периодом значимых событий в сфере политики и общественной деятельности. Подписано соглашение о сотрудничестве с женскими организациями Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Украины. Обнародована нота Союза женщин о бедности и нищете граждан России, собравшая в поддержку 500 000 подписей, а также заявление Союза женщин правительству о недопустимости развала национального механизма по улучшению положения женщин. С целью наиболее эффективного отстаивания интересов женщин Союзом было инициировано обращение к лидерам политических партий по выдвижению женщин в исполнительную и законодательную власть. Эта работа дала результаты. Сегодня число женщин-руководителей увеличилось в десятки раз. По данным Росстата, на руководящих должностях сейчас находится свыше 42% женщин. Доля женщин в Государственной Думе возросла до 15%. Толчок в развитии деятельности организации в области семейной политики и охраны материнства и детства дало послание президента Федеральному собранию в 2006 году. Особое внимание женщины уделяли неблагополучным семьям. По инициативе Союза женщин в регионах были созданы Советы отцов. На протяжении 30 лет Союз придерживался единой стратегии развития.
Время вносило свои коррективы, но неизменными оставались приоритеты, которые отражены и в ныне действующей долгосрочной программе «Равенство, развитие, мир в 21 веке», в рамках которой реализовано десятки социально значимых проектов и акций. Их работа направлена на улучшение демографии, здравоохранения, культуры, патриотического воспитания молодежи, образования, экологии и женского предпринимательства. Государство поддерживает эффективные проекты президентскими грантами и региональными субсидиями. Но основная работа женщин-советов проходит на энтузиазме и искреннем желании повысить благополучие людей в каждом конкретном регионе. В декабре 2018 года указом президента России Союзу женщин присвоен статус общественно-государственной организации. Таким образом, руководство страны отметило достойную работу Союза, сумевшего объединить под своим началом женсоветы в каждом регионе страны. В партнерстве с государством женщины включились в работу над национальными проектами по 5 направлениям – демография, здравоохранение, образование, культура и экология. Председатель Союза женщин Екатерина Лахова была включена в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию 2020 года. В новую версию основного закона страны были внесены изменения в социальный блок, а защита детства стала приоритетным направлением в государственной политике. Сегодня Союз женщин России активно вовлекает новых единомышленников через интернет, организовав работу собственного новостного ресурса, имеющего статус СМИ. С первого дня основания организации движущей силой, стержнем и основой Союза остаются женсоветы, ежедневно и бескорыстно выполняющие свою работу, направленную на укрепление института семьи, охрану материнства, отцовства и детства, демографическое развитие регионов. Несмотря на географические, бюджетные и демографические различия регионов, нам необходимо находить точки роста в каждом городе, районе, каждом селе. Наша работа должна быть конкретной и ориентированной на человека. Женщинам России это всегда было по силам это и сегодня. В ряды активистов вливается молодежь. Добровольцы, школьники и студенты с удовольствием принимают участие в акциях и проектах, тем самым наращивая актив организации и проникаясь идеями общественной работы. Молодежное крыло Союза женщин обеспечит преемственность поколений социально активных россиян. Всем добрый день. Надеюсь, меня слышно, видно. Я хочу представиться. Меня зовут Андреева Евангелика Егоровна. Я председатель Союза женских организаций Республики Саха-Якутия, член бюро Союза женщин России. И мы очень благодарны Фонду президентских грантов Российской Федерации, президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что есть такие проекты, которые поддерживаются фондом. И буквально год назад мы выиграли 1,5 миллиона рублей и начали реализацию проекта нашего «Общественный институт семьи. Сделано руками мамы». И сегодня мы подводим итоги нашего большого проекта, нашей большой работы. И мне очень приятно, что сегодня к нам присоединились наши мамочки, для которых был этот проект, которые прошли полностью обучение. И также я хочу выразить огромную благодарность нашим муниципальным образованиям. Это наши мамочки, которые приняли активное участие в нашем проекте с Мегида-Хангаласского улуса. 25 мамочек прошли обучение. Среди них есть у нас, которые получили золотые сертификаты. Я хочу поблагодарить администрацию Горного улуса, потому что тоже 23 мамочки прошли обучение. Я хочу выразить огромную благодарность мэру города Якутска Сардане Владимировне Аксентьевой за то, что поддержала наш проект и выступила в софинансировании данного проекта. И также мы выиграли грант администрации города Якутска. И прошло обучение по данному проекту у нас 115 мамочек с города Якутска. Я хочу выразить благодарность администрации Хангаласского улуса. С Хангаласского улуса у нас прошли обучение 26 мамочек. Из них тоже у нас есть обладатели золотых сертификатов. А также
у нас были мамочки с Намского улуса. Тоже хочу выразить благодарность администрации, что приняли участие в таком большом проекте. Сегодня у нас будет очень долго проходить подведение итогов, потому что мы хотим послушать все улусы, всех наших спикеров, всех наших мамочек. Но я сразу предупреждаю, что у нас есть регламент работы, это где-то до 8 минут, и 8 минут вы должны уложиться очень четко, ясно, конкретно, что вы хотите сегодня передать участникам проекта, мамочкам, организаторам свои пожелания и какую-то полезную информацию. Может, у вас есть какие-то лайфхаки, как сейчас это модно говорить. И, во-первых, я хочу, значит, сегодня предоставить слово Махначевской Надежде Вячеславовне, заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, тоже человек, который неравнодушен и вместе с нами реализовал данный проект. Надежда Вячеславовна, вы с нами на проводе? Добрый день, Анжелика Егоровна. Добрый день, участники сегодняшнего такого значимого мероприятия. Я всех приветствую. Ну, во-первых, конечно, от имени нашего министерства, от имени нашего министра Степана Анатольевича Саргадаева. К сожалению, он сегодня не может принять участие ввиду того, что проходит сейчас параллельно совещание у председателя правительства. Но он передает свои слова поздравления всем женщинам, которые сейчас здесь присутствуют, с той декадой, с тем месячником матери, который у нас проходит в республике. Мы все знаем, что 18 октября мы провели, значит, День матери в республике Саха-Якутия. 29 ноября у нас будет День матери Российской Федерации. Всех вас поздравляем с этими праздниками. И, как сказала Анжелика Егоровна, ровно год назад мы открыли вот этот наш проект. Я как раз вчера листала у себя галерею в телефоне, да, и увидела, наткнулась на эти вот фотографии. Это было очень торжественно, весело. В Музее России моя история. Прямо такие теплые воспоминания. И сегодня отрадно, что ровно через год мы завершаем этот такой большой масштабный проект, в котором Союз женских организаций при поддержке фонда президентских грантов у нас обучил 163 мамочек наших из 5 регионов нашей республики по 4 площадкам, да, если я не ошибаюсь, по темам таким глобальным. И я думаю, что те навыки, умения, которые вы получили в процессе вот этого проекта, что они действительно вам помогут, и та работа, которая сейчас проводится Союзом женских организаций нашей республики по защите материнства и детства, она все-таки в копилку, да, этот проект дал очень большой плюс, и, конечно, присоединяюсь к словам благодарности в адрес фонда президентских грантов. Действительно, этот проект проходит при большой поддержке фонда президентских грантов, 1,5 миллиона рублей. Я посчитала, что, так как я финансист, да, это на каждую мамочку было вложено 9202 рубля. Да, если мы берем 163 мамы. И это, наверное, очень такой... большая работа проведена в течение вот этого года, да, и, наверное, это не только будет обучение наших мам, 163, но и, как всегда говорят, все дети, они обучаются у своих родителей, то есть это будет и посредством родителей обучение тех детей, которых они воспитывают и растут, вот. И, конечно же, желаю вам в такой сложный период, наверное, для всего человечества, крепкого здоровья. И хочу выразить слова благодарности Анжелике Егоровне, всей команде, что, несмотря на эту ситуацию, вы завершили этот проект в срок,
и провели масштабную работу в течение года по обучению наших мамочек. Ну и желаю всем всего самого хорошего. Будьте здоровы, счастливы. Да. И всем благополучия. Спасибо. Большое спасибо, Надежда Вячеславовна, потому что ваша поддержка – это самое главное. Если бы не вы, действительно, у нас бы проект бы не состоялся. И вы правильно отметили, даже год назад, когда вы писали проект и вы выиграли, мы уже знали, что мы будем обучать онлайн. Как будто мы все это предвидели, что у нас будет быстрее развиваться цифровые технологии именно в период пандемии. И я хочу, значит, предоставить слово нашим участникам с Мегино-Кангаласского улуса. У нас с Мегино-Кангаласского улуса приняло участие 25 мамочек. Из них у нас 9 золотых сертификатов, то есть они на отлично закончили обучение. И сейчас я хочу предоставить слово Саргалане Макаровой и Мирону Свинобоеву, заместителю главы по социальным вопросам Мегино-Кангаласского улуса, подготовиться первому заместителю министра по делам предпринимательства Максиму Геннадьевичу. Пожалуйста, Мегино-Кангаласский улус, мы вас слушаем. Добрый день, Анжелика Егоровна, уважаемые участники итогового мероприятия проекта «Сделано руками мамы». От имени администрации муниципального района Мегино-Кангаласский улус и от себя лично поздравляю вас с Днем Матери. Ну, как вот это уже сказано, да, от нашего улуса участвовало 25 всего женщин, из них 9, вот как сказала Анжелика Егоровна, 9 это золотых сертификатов. Ну, в прошлом 2019 году данный вот проект прошел в нашем районе, в поселке Нижний Бестях, и мы вот приготовили вот нашим матерям, 9 матерям, свои там маленькие сувенирчики и поздравления. С 2007 года Управление по делам молодежи и семейной политики, да, проводит усиленную работу с общественными организациями. Имеется 25 общественных организаций и клубов. В Наслегах созданы и работают добровольные народные дружины. Активно работают тюльбы. Также управление совместно с Женсоветом улуса проводит семинары для активистов женского движения и специалистов муниципальных образований по округам. Улусный женсовет координирует работу общественных организаций поселений с другими органами профилактики, проводит комплексно-профилактические операции. Женщины и матери нашего улуса активно и успешно участвуют в различных мероприятиях. Ежегодно участвуют и становятся победителями республиканских конкурсов. С гордостью отмечаем семьи Валентины и Давыда Трофимовых, занявших 2-е место на республиканском конкурсе «Молодая семья» 2019. Акулины и Спартака Афонских, победителей номинации «Многодетная семья» 2019 года, Ольгу Сергея Штебалау, победителя номинации «Приемная семья» 2019 года, Елизавету и Германа Неустроевых, обладателей номинации «Преуспевающая семья». Общественная организация «Меня Автоледи» заняла 1-е место на республиканском фестивале женских автоклубов «Автоледи» 2019 года. В этом году представители организации приняли участие на республиканском автопробеге Иенгара-Якутск по пропаганде природного газа, проводимом Министерством промышленности. Если рассказать о семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в этом направлении в нашем районе ведется плановая и системная работа с Управлением социальной защиты населения и органами профилактики. По данным Управления социальной защиты населения и труда Мегино-Кангаласского улуса, материальную помощь на основе социального контракта о взаимодействии на преодоление трудной жизненной ситуации заключили 147 семей в сумме 2 228 379 тысяч рублей. Из них одиноко проживающим 62 гражданам, да, на сумму 641 745 рублей. Многодетным 85 семьям на сумму 1 586 634 рубля. В 2020 году государственную социальную помощь получили 47 заявителей на общую сумму 8 250 810 рублей.
Из них 39 семей на сумму 6 миллионов 842 012 рублей. Это детский бюджет. И 8 одиноко проживающих на сумму 1 миллион 408 798 рублей. В настоящее время на учете нашего социально-реабилитационного центра состоит 130 женщин, семей, попавших в трудножизненную ситуацию, и 32 женщины из семей в социально опасном положении. По итогам 6 месяцев 2020 года оказано всего услуг социально-экономические 3623, социально-медицинские 5957, социально-правовые 856, социально-бытовые 8563, социально-психологические 2441. Также проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних, в том числе в формате индивидуальных бесед, социально-педагогических и психолого-педагогических консультаций, социальных консилиумов, направленных на обучение способам эмоционального реагирования на проблему, развитие умений, выстраивать отношения с партнерства и сотрудничество с детьми, бесконфликтно выходить из трудных ситуаций. Педагогами и психологами проведены 4 беседы на ответственное родительство в селах Мая, Павловск, Нижний Бестях и 5 тренинговых занятий для родителей старшеклассников в селах Павловск. Да, большое спасибо, спасибо, Мирон Анатольевич. Я знаю, что у вас ведется очень плодотворная работа. У вас всегда отдел молодежи, семьи хорошо работает в Мегино-Кангаласском улусе. И вас, наверное, можно привести как пример один из лучших отделов именно вот по социальной политике в Заречье. Поэтому большое вам спасибо. И самое главное, большая просьба отметить вот наших мамочек, 9 мамочек, взять их в свой актив, да, пусть они будут у нас активом именно женсовета, совета женщин Мегино-Кангаласского улуса. И в этом будет заключаться преемственность поколений. Как раз у нас в 2021 году будет 15-й съезд женщин Якутии. И вот мы должны активизировать молодежное крыло женсовета, и чтобы они представляли Мегино-Кангаласский улус уже на республиканском уровне. И самое главное, могли и начали реализовывать свои социальные проекты для мамочек, для пап, для детей. Большая просьба их, чтобы вы поддержали. Большое вам спасибо. Да, вам спасибо. Сейчас мы хотим предоставить слово первому заместителю министра по делам предпринимательства, развития туризма Максиму Геннадьевичу Карбушеву, подготовиться Самсоновой Сардане Васильевне, Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Максим Геннадьевич. Добрый день, Анжелика Егоровна. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Действительно, по сфере деятельности нашего министерства женское предпринимательство является одним из приоритетов нашей работы. И хотелось бы отметить очень активную позицию женщин, которые хотят заняться бизнесом, либо уже им занимаются. У нас женщины-предприниматели – это активные общественники, представители общественных организаций бизнеса, поэтому можно уверенно сказать, что предпринимательство нашей республики имеет женское лицо. Да? Вот. Но я бы хотел в своем выступлении остановиться на нескольких проектах, которые мы реализуем, и, безусловно, они будут интересны нашим мамам, которые, вот, может быть, сидят по уходу, да, и хотят чем-то заняться дополнительно. У нас есть 2 проекта, которые мы реализуем. Первый проект – это проект «Мама-предприниматель», который реализуется нашей республиканской бизнес-школой по линии корпорации малого и среднего предпринимательства. Это федеральная программа. Он ежегодно проходит. Мамы-предприниматели очень активно участвуют в этом проекте, получают образовательные компетенции, и итогом становится защита некого своего бизнес-проекта и возможность получить небольшое финансовое подкрепление к реализации этого проекта. Вот. И второе, самое интересное на самом деле, оно принято, это решение на уровне нашей республики, но действует на территории Российской Федерации уже чуть ранее. Это такое понятие, как самозанятые. Да, это новое направление. В республике у нас действует всего с 1 июля текущего года, но нашла достаточно большой интерес и очень позитивно воспринято нашим населением.
На сегодняшний момент уже в республике зарегистрировано практически 3000 самозанятых. И люди с удовольствием идут в это направление. Почему? Потому что это очень простая система ведения бизнеса, которая не требует никаких отчетностей, не требует никаких специальных навыков ведения бизнеса, сдачи деклараций, уплаты налогов и так далее. Достаточно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и вести официально свой бизнес. Значит, какие основные преференции самозанятым? Во-первых, это полное отсутствие каких-либо отчетов деклараций, это отсутствие необходимости платить страховые взносы в пенсионный фонд. Очень низкая ставка, всего 4% этот человек будет платить с полученных доходов, если они оказываются физическим лицом, либо 6%, если они оказываются юридическим лицом. Стать самозанятым можно моментально, в любой момент времени, как и уйти с этого режима налогообложения. Это очень удобно, особенно для тех, кто желает заняться каким-то временным бизнесом, да, получить какие-то временные доходы, вот, сидя, к примеру, с маленьким ребенком. Нет необходимости приобретать какие-то кассовые аппараты, то есть все происходит в режиме онлайн. Также и уплачиваются налоги, то есть сам человек никаких усилий не предпринимает для того, чтобы оплатить налоги. Значит, здесь какие есть основные ограничения? Во-первых, объем доходов не должен превышать 2 400 000 рублей в год. Ну, в принципе, это порядка 120 тысяч в месяц, что является, в принципе, неплохим показателем для самозанятого. Да? И, конечно, этот человек не должен иметь наемных работников. То есть это прямая дорога нашим мамам для того, чтобы пополнить свой бюджет, находясь вот дома в определенной изоляции со своим ребенком. Да? Вот. Ну и хотелось бы, конечно, остановиться на самых популярных видах деятельности, которыми пользуются в том числе и наши мамы. Это, безусловно, изготовление какой-то продукции своими руками, изготовление сувенирной продукции, это производство своими руками кондитерской продукции, это фото- и видеосъемка, какие-то юридические, бухгалтерские, консалтинговые услуги, в принципе, тоже можно оказывать. Это проведение различных мероприятий, праздников и оказание косметологических услуг на дому. Ну, этот перечень самый такой, я небольшой назвал, который самый популярный, при этом он достаточно широк. Всю информацию об этом проекте можно получить вот у нас на портале малого и среднего предпринимательства нашей республики, portal.b14.ru. У нас там есть специальная вкладка о самозанятых, где можно получить всю информацию. Поэтому вот этот проект, который у нас в республике с июля действует, он очень интересен и, безусловно, позволит вот нашим мамам пополнять свой бюджет, вести бизнес легально, да, при этом совершенно не неся практически никакие риски. Кроме того, у самозанятых есть возможность точно так же получать всю государственную поддержку, которая реализуется у нас в Российской Федерации, наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. То есть самозанятые приравниваются к этой категории. То есть они могут получать и образовательный контент, они могут получать финансовую поддержку. Для этого мы разработали специальный продукт по линии Фонда развития предпринимательства, льготный займ для самозанятых граждан. Также они могут размещаться у нас в бизнес-инкубаторах, если на то есть необходимость, ну и пользоваться всеми другими благами, которые государство предоставляет малому и среднему предпринимательству. У меня все. Спасибо. Ой, отлично, большое спасибо за очень хорошую информацию, Максим Геннадьевич, потому что это совершенно новое направление. Я думаю, что наши мамочки обязательно, кто вот временно сидит по уходу за ребенком, или временно не трудоустроен, или постоянно вот сидит по уходу за ребенком, бывает же так, друг за другом, да, рожают детей, они могут зарегистрироваться как самозанятые, это здорово, и тем самым привлекая доход в свою семью, и платят вот проценты, да, в виде налогов в конце года один раз. Это здорово. Я думаю, что
Если раньше это считалось нелегально, сейчас это будет все официально, как самозанятые. И у вас есть очень хороший портал и электронный, вот называется «Мой бизнес», да? Как бы мы заходим, и полностью там есть информация. Дорогие мамочки, пожалуйста, да, регистрируйтесь самозанятыми и открывайте свой бизнес. Я думаю, что это очень доступно. Но если будут вопросы, конечно же, специалисты вот этого центра «Мой бизнес» обязательно ответят на ваши вопросы. Сейчас разрешите предоставить, да, большое спасибо министерству, большой привет Ирине Сергеевне от Союза женских организаций Республики Саха-Якутия, членом которого она является. Так, слово предоставляется заместителю руководителя Департамента демографической семейной политики Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия Сардане Васильевне Самсоновой. Подготовиться Елене Виссарионовне Калашниковой по, значит, госкомзанятости, первый заместитель председателя госкомзанятости Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Сардана Васильевна. Добрый день, Анжелика Егоровна. Добрый день, уважаемые участники проекта. Разрешите от имени руководства министерства поздравить вас всех с Днем Матери. И желаю, значит, всем здоровья, самое главное, да, вот сейчас в условиях наших. И, значит, самое главное, уверенности в завтрашнем дне. Но сегодня надо сказать, что в республике уделяется особое внимание именно вопросам поддержки семьи, материнства и детства. Ежегодно направляются значительные средства на развитие социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. Значит, у меня доклад, он будет по вопросам реализации национального проекта «Демография». Со слайдами, я думаю, Татьяна Георгиевна, вы подключились? Так, значит, как вы все знаете, да, у нас с 2019 года реализуется на территории Российской Федерации национальный проект «Демография». И цели, значит, этого проекта являются увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, да, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Значит, в структуру этого проекта входит 5 федеральных проектов. Это финансовая поддержка семей с детьми, содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, разработка, реализация программы системной поддержки повышения качества жизни старшего поколения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, и создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. Республика участвует во всех 5 федеральных проектах, в соответствии с которыми разработаны и утверждены региональные проекты. Значит, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», он направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Значит, в рамках реализации данного проекта в 2019 году, значит, был принят указ главы Республики Саха-Якутия о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха-Якутия. И в соответствии с этим указом с 1 января 2019 года, значит, у нас в республике реализуются вот следующие меры поддержки, то есть единовременная выплата при рождении первого ребенка, это у нас независимо от дохода, то есть все эти семьи, у которых родились первые дети, они, значит, получают данную выплату. Значит, размер составляет 35 320 рублей. Это разовая выплата, да. Далее, значит, при рождении второго ребенка предоставляется региональный материнский капитал. Региональный материнский капитал, он национализуется в размере 30% от федерального материнского капитала. Тоже не зависит от дохода семьи, то есть полагается всем семьям, у которых родился второй ребенок. Далее, значит, третья выплата, это у нас ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка. Она адресная выплата с учетом нуждаемости, и в качестве критерия нуждаемости установлен размер, показатель 42 119 рублей. То есть это на одного человека, если доход ниже этой суммы, то семья имеет право на данную выплату.
Размер этой выплаты составляет 17 606 рублей. Это вот ежемесячно она идет до достижения ребенком возраста 3 лет. Кроме того, в рамках реализации данного проекта, значит, у нас осуществляется выплаты, ежемесячная выплата на первого ребенка, на второго ребенка идет за счет средств федерального материнского капитала. Размер также устанавливается в размере прожиточного минимума, который установлен в субъекте. Значит, в том году, в 2019 году были внесены соответствующие изменения. Срок выплаты, он установлен до достижения ребенка возраста 3 лет. Ранее было до 1,5 лет, а потом стало до 3 лет. Так, значит, далее, то есть эта выплата, она тоже адресная, то есть идет с учетом критерий нуждаемости. Не всем, да, это если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, который установлен для трудоспособного населения в субъекте. Это у нас составляет 36 322 рубля. То есть если доход ниже этой величины, то, соответственно, семья попадает на, значит, данную меру поддержки. Кроме того, единовременная выплата при рождении первого ребенка, это у нас идет в соответствии с законом об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Размер ежегодно индексируется и с 1 января 2020 года составляет 7259 рублей. Кроме того, с 2011 Дана года... Васильевна, можно, да, вопрос? Вот это Да. мамочки, если хотят узнать вот про эти пособия, им на какой сайт зайти или вот где это им все можно посмотреть, чтобы они зашли? Всю эту и информацию, то, что да, я поняла. Всю эту информацию можно посмотреть на сайте министерства. Далее, значит, заявление подается через портал. Ну, вот сейчас в условиях пандемии, вот как раз-таки вот буквально, значит, 1 октября, значит, вышел федеральный закон 354, да, это вот по ежемесячной выплате. Если Ой, звук период, если, пропадает. вот, да, если ранее, допустим, у нас условие было, что в период пандемии, допустим, если у них с 1 апреля по 1 октября срок, значит, в этот период, если возраста, соответственно, эти документы. Ой, Сардана Васильевна, вообще... Сардана Васильевна, вас не слышно. Не слышно. Слышно, не слышно. Да, вот сейчас... Ага. Ага. И Ну, еще у меня вопрос. Слышно, да? Они могут эти все пособия оформить через госуслуги, да, Сардана Васильевна? Через госуслуги. Сейчас Да, слышно? абсолютно верно. Все эти услуги они могут оформить через портал Е-Якутия. Все это там есть, они могут подать электронно документы, да. То есть и сейчас вот это вот, Да. соответственно, я вот выше вот то, что говорила, да, в соответствии с этим федеральным законом сейчас вот это вот период, он продлен до 1 марта 2021 года. То есть они могут без подачи. Меня не слышно, да? У вас, да, у вас немножко интернет тормозит, немножко, ну, так задерживается, видимо, слабые у вас там какие-то помехи. А так все слышно. Ага. Да, то есть сейчас уже без подачи на эту выплату могут до 1 марта 2021 года. Ну, у меня коротко все. Спасибо. Да. Большое спасибо Сардане Васильевне. Тоже, пожалуйста, передайте большую благодарность министру, да, Елене Александровне за то, что она поддерживает постоянно наши проекты, да, Союза женских организаций, и вот по реализации данного проекта тоже. И хочется сказать, чтобы вот в улусах тоже, в городах, где вот наши мамочки, где, допустим, есть у вас социальное управление, да, там сейчас тоже в период пандемии, чтобы электронно они тоже рассылали, да, вот какую-то информацию, мы тоже постоянно рассылаем про пособия, про новые формы, про детей, там, да, что касается семьи с детьми. Так что большое вам спасибо. И вот мы, как Союз женских организаций, напрямую работаем с мамочками, и, пожалуйста, тоже давайте нам информацию, мы будем все доносить, хорошо? Новшества все. Хорошо. Большое спасибо. Слово Анжела предоставляется... Да-да?
Жылгурна, я предлагаю дать слово нашим участницам первого потока Мегина Кангаласского улуса. Золотые сертификаты у нас, это наши первые ласточки. Золотые сертификаты получил у нас 9 мамочек. Мне бы хотелось передать им сейчас слово. Это Никитина Ироника, Макарова Саргалана, Никитина Анжелика, Винокурова Лариса, Тумусова Жанна, Гаврилева Александра, Захарова Татьяна, Никулина Ольга и Макарова Мария. Это те наши первые ласточки, первые мамочки, которые прошли у нас в первом потоке обучения. И сейчас слово мы предоставим, наверное, нашей одной из золотых сертификатов мамочек, Саргалана Макарова. Она жительница Шанхандинского наслега, село Техтюр, является председателем женсовета, изготавливает, тоже мамочка, изготавливает авторские броши и шьет в стиле пичворк. Слово Саргалане. Пожалуйста, Саргалана, мы вас слушаем. Звук включи, звук. Так, ой, здравствуйте всем. Мы вас слушаем. Ну, это мы первый поток. Сахалыки всем, да. Как-то волновалась. У нас первое занятие, да, у нас началось после Нового года, вот скажем, в новогодних каникулах. Этот формат для нас был совсем новый, так как до пандемии мы не знали почти, что такое онлайн, да. И самое хорошее, Сахалы ко всех концептах. Сахалы ко всех концепт, бахалса сахалы ко всех. Ага, спасибо. Сахалы ко всех рамаду. Бие как-то бу мяган алас кыргыттырыкар үйренер битер да. Саңа сонун тох сүйрен курдук болбута. Маннык пандемия эннине бие маннык онлайн тугу билбетак боллак битти, кайдак процесса барары. Мен ото эти процессы насебилебитим, так как дебититтен бие таксыбаппыт, кәлбәппит, барбаппыт, онна тохтиллери. Бәйбит сөбүлүт биремебитигер, оны бәйбит биремебитин аттаран үйренербит олус тухалак әтә. Бу курстарга психология, тағаланды финансов, барыта сонун әтә, аннары кәлбәғи хаңанды билбеппит, дияққа хөпту, онна бары спикердар, куратордар, олус интерехенейдек бартын темалары тәпсәбіттері. Онна тәлбәға білбеппіт көрбеппіт дейққа хөп. Оны бары спикердарға, организатордарға барға мақтал. У меня все. Улахан мақтал еқа, да, Саргалана. Онна, еқа мен улахан мақтал Саргалана, онна бағаремете ежен советка төсі активнайды күләлән, қамсан, әмечу батық бұл проегі атын иелерге терден, онна әдір ғыллары, әдір мамалары мұхамбарам бәғы тәме чөбайы тоқ тәрияққа төсі кружок құрдық, қанны кәрі тоқ клуб құрдық бәғы тәме түмсен. Zoom'da болын, Zoom'ға химбет 4 минуте бесплатно кәпсетеққа хөпчі. Онық Zoom'ға әме кәпсетен, WhatsApp'қа әме кәпсетен үшіге үті жылалары оңыраққа чен ұлақ әренебін. Ұлаққан мақталы еқа, Саргалана. Так, и от Мегины Кангаласского... Да-да. От Мегины Кангаласского улуса еще хотела девушка выступить, мамочка. Это наша Ироника Никитина, молодая мамочка, очень активная активистка. Добрый день, очень рада. Добрый день, меня слышно, да? Очень рада вновь всех увидеть. Мне очень рада, что я стала участницей этого проекта. И нам вот чуточку повезло, да, что мы успели встретиться вживую с нашими организаторами. И хочу поблагодарить Анжелику Егоровну, Туяну Андреевну и всех наших
наших спикеров за ценный багаж знаний и навыков. С помощью этого проекта я уже почувствовала, ну вот, словила, да, гармонию с самим собой, и семья — это очень важно для каждого человека, и хочу еще раз поблагодарить, что вы нам предоставили такую возможность. И хочется еще раз отметить, чтобы вот эта работа, да, которую мы начали, продолжалась также и в нашем Улусе, и я уверена, что Анжелика Егоровна и Туяна Андреевна и вот Союз женских организаций нас поддержат в этом, да, в начале. И очень отрадно было увидеть, что очень много, да, талантливых мамочек в нашей республике. Вот по хэштегу я прям проходила и смотрела, да, другие потоки. Там в Горном Улусе очень талантливые мамочки были. И всех мамочек поздравляю, вы большие молодцы. И все на этом. Большое спасибо, Ироника. Действительно, это очень важно, чтобы мамочки друг друга поддерживали, особенно сейчас, в очень сложный период, в период пандемии. Действительно сложно, наверное, все-таки все время оставаться дома со своей семьей, да. И я думаю, что мы поддержим все ваши инициативы и также будем вместе встречать с энергией позитива дома этот сложный период. Большое спасибо. Сейчас я хочу предоставить слово Елене Виссарионовне Калашниковой, первому заместителю председателя Госкомитета занятости Республики Саха-Якутия. И давайте послушаем, как нас сегодня поддерживают женскую занятость в нашей республике. Пожалуйста, Елена Виссарионовна, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемая Анжелика Егоровна, милые женщины. Действительно замечательное мероприятие. Мы всемерно будем поддерживать такие мероприятия, приглашайте, будем участвовать. Я начну со статистики для того, чтобы объяснить, насколько значимо то дело, которое вы сейчас проводите. Если говорить в целом, то у нас уровень занятости женщин в экономике республики 58,8. Милые женщины, мы трудимся больше, чем наши мужчины. Но есть и другая сторона этой медали. По результатам анализа уровня образования безработных женщин, которые обращаются в службу занятости, одной из основных причин безработицы является отсутствие профессионального образования. Так, из числа женщин, зарегистрированных в качестве безработных, высшее образование имеют 3000 человек, среднее профессиональное образование 3500 человек и не имеют профессионального образования более 10 тысяч человек. В этой связи все такие проекты, которые поддерживаются за счет и президентских грантов, за счет тех мероприятий, которые проводятся в рамках национальных проектов, за счет тех мероприятий, которые проводим мы в рамках нашей государственной программы содействия занятости, они, безусловно, влияют на повышение конкурентоспособности, в том числе и женщин, на их востребованность. А когда женщина востребована, то это счастливая семья и счастливые дети. Что касается национального проекта «Демография», с текущего года мы начали реализовывать его. Действительно, эта ситуация в целом по стране такая была критичная, что женщины были не востребованы. Именно поэтому были определены две категории женщин. Это женщины, состоящие в трудовых отношениях, которые работодатель предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. То есть мамочка, которая сидит дома, безусловно, теряет свои профессиональные навыки, и очень сложно в связи с изменяющимися ситуациями, новые технологии к нам приходят, выйти на работу и чувствовать себя наравне с другими сотрудниками, с другими коллегами. И вторая категория – это женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей в возрасте до 6 лет включительно. К данной категории не относятся женщины, которые состоят в Центре занятости населения на регистрационном учете безработных граждан. Обучение проходит по любым специальностям, которые выберет женщина. Срок обучения до 6 месяцев. Кроме этого, предусмотрена выплата стипендий в размере минимального размера оплаты труда в месяц, увеличенного на районный коэффициент. Это от 16 до 24 рублей в месяц. В этом году у нас уже обучено 544 женщины, в том числе за счет средств федерального бюджета 203.
Если прибавить еще 163 женщины, которые были обучены в рамках вашего проекта, то практически мы приближаемся к числу 1000. 1000 женщин приобрели новые компетенции, будут более востребованы, будут увереннее себя чувствовать. И я обозначу те программы, которые наиболее востребованы у женщин. Это логопед, социальный педагог, менеджер в образовании, тьютор, педагог дополнительного образования, воспитатель, кадровое делопроизводство, юриспруденция, государственное муниципальное управление, управление госиммунзакупками. По итогам обучения у нас все женщины получают сертификат. Ну и, безусловно, так же, как и у вас, пандемия внесла свои корректировки. В этом году для мамочек мы организовали обучение полностью в дистанционном формате. Также хочу отметить, для тех же женщин, которые не были трудоустроены, после профессионального обучения процент их трудоустройства составляет 85. То есть практически большая часть женщин, приобретая дополнительную профессию, специальность, находит свое место в жизни, находит работу. И, безусловно, в условиях изменения ситуации на рынке труда, которые связаны в том числе с коронавирусной инфекцией, вопрос о конкурентоспособности все более и более актуален. Успешная реализация и наших мероприятий, и ваших мероприятий будет только способствовать преодолению всех этих трудностей. Мы сильный, но слабый пол, поэтому все вместе с женскими организациями, вместе с такими целеустремленными мамочками мы преодолеем все трудности. Спасибо вам большое, всего доброго. Я желаю вам новых успехов, новых грантов, новых мероприятий, которые, самое главное, принесут счастье и здоровье всем. Спасибо. Большое спасибо, Елена Виссарионовна, за очень подробную информацию. И также мы очень надеемся, что в улусах, городах активно работают центры занятости, да, куда могут обратиться наши мамочки. И там, конечно же, бывают вакансии, да, как по востребованным специальностям. И чтобы, если будут какие-то вопросы по трудоустройству, мы всегда нашим мамочкам можем предоставить ходатайство, да, чтобы они могли быть самореализованы. И, конечно же, в улусах очень тяжело сейчас, чувствуется вот безработица, да, там в основном получается, что только бюджетные организации, да, где вот стабильная, да, заработная плата. Предпринимательством сейчас тоже очень сложно заниматься. Но я думаю, что мы совместно как раз вот и по самозанятым, да, по самозанятости женщин будем проводить большую пропагандистскую работу. Большое вам спасибо за информацию и за сотрудничество. Добавлю большой привет Степану Ивановичу тоже от Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. Хорошо. Так, сейчас разрешите предоставить слово нашим... Да. Одну секундочку. У нас все услуги предоставляются в дистанционном формате. Все мамочки могут обратиться на портал «Работа в России». Вся информация размещена там. Все услуги государственной занятости бесплатны. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Девочки, все запишите, пожалуйста, «Работа в России» портал. Спасибо. Спасибо. Угу. Так, сейчас я хочу предоставить слово нашему горному улусу. У нас в горном районе приняло участие 23 мамочки, и 4 у нас золотые сертификаты получили. Это Степанова Мария, Чемизова Саргалана, Антонова Любовь и Никанорова Саргалана. И сейчас разрешите предоставить слово заместителю главы горного улуса Васильевой Саргалане Макаровне и нашим мамочкам, которые прошли эти курсы. И прошу подготовиться нашего уважаемого мэра города Якутска Сардану Владимировну Аксентьеву. Следующее выступление ваше. Добрый день, приветствуем всех от имени администрации Горного Улуса и всех матерей Горного Улуса, и поздравляем всех матерей республики и участников с Днем Матери. У нас в Улусе реализуется муниципальная целевая программа, и согласно постановлениям главы у нас реализуется в этом году программа на сумму финансирована 718 тысяч. В этом году, согласно данным ЗАГС, всего у нас родилось 130 ребенка, заключено браков 30, разводов 23. Всего в нашем Улусе 4063 семьи, из них молодых семей 1218. Количество малообеспеченных семей 1982. У нас в Улусе есть 704 многодетных семей.
Согласно постановлениям главы муниципального района от 30 января 2019 года утверждено положение о мерах поддержки семей при рождении 4-го и 6-го ребенка, где оказывается социальная поддержка торжественным вручением сертификатов в получении теленка. Так у нас оказана помощь 24 семьям. Ага. У нас еще работает в Центральной районной больнице, проводятся курсы «Школа матери». Ага. С целью формирования образа семьи и семейных ценностей у детей на развитие качества и умений, необходимых для семейной жизни, Управлением образования реализуется курс «Азбука семьи». Из 11 школ курсы «Азбука семьи» ввели в этом году 3 школы, где доля детей из числа старшеклассников, охваченных курсом «Азбука семьи» за 9 месяцев, это у нас Кептинская СОЖ, Магаразская СОЖ и Йоркская СОЖ имени Тарасова. Всего курсом охвачено 48 детей. Это у нас 14,3% обучающихся из числа старшеклассников Горного Улуса. У нас горный филиал Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи ведет программу «Модель семьи». В программу всего охвачено 291 человек, из них 245 женщин и 46 мужчин. У нас дальше работает школа приемного родителя совместно с органом опеки и попечительства. В целях повышения роли семьи и патриотического воспитания подрастающего поколения и выражения общественного признания заслуг семьи проводятся торжественные мероприятия. Так, например, у нас по гражданскому инициативу чествовали золотой свадьбой семью Мамаевых. У нас проводится мотивация для населения «Трезвый образ жизни», где назначается денежное вознаграждение за организацию и проведение безалкогольных юбилеев и отмечающих свадьбы. Например, у нас День семьи был в этом году, то есть отметили 50-летний и 75-летний юбилей, и они провели безалкогольную свадьбу, и финансирование проводится поддержкой из муниципальной программы. У нас еще в этом году новшества ввели в целях Сарглана, у вас отключился микрофон. Сарглана Марковна. Сарглана Марковна, у вас телефон отключился. Но мы также хотим послушать Степанову Марию. Сарглана... Алло, слышно, да? Да, сейчас слышно. Ага. Ежегодно награждается серебряным знаком. Это утверждено Улусным махтал в виде цветка. Это означает, что присуждается 7 матерям, которые родили от 8 и более детей. Так получили в этом году 3 матерей. И перечисляются им единовременные вознаграждения в сумме 5000. У меня все, всех матерей. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Спасибо. Да, большое спасибо, Сарглана Марковна. Мы хотим послушать Степанову Марию, нашу участницу конкурса. Она у нас очень раскрылась, сама стала проводить мастер-классы. Она автор курсов по шитью. Мария. Мария. Ага. Итет күнінен күнді бүгінгі өрюлі. Игілер, да? Сақалы мехаңырақтан төп бағалы. Итет күнінен күнді бүгін... Өрюлі мүткіттілақтара. Сахабыт сирен самые активные эдериелері. Он сделаны руками мамы проекта реакциялары. Вастан туран бәйбін білгенлерін мен Степанова Мария демен, горный ұлығын орта сұрт бігілегер оларабын, төт олақпын, олықта жалықтағылылебен білген күрғым көрінірабын. Оттын бұл сделаны руками мамы проект эдериелерге олыс туғалағы бітті санатым. Бұл проектқа күттен мен
Олус элбаққа үйреннем, личный бренд кеніне қайдақ сайынларарға, қайдақ әбей доходларға, продвижение в социальных сетях, текерген бюджетін сөпке туғанарға, оны да әлбақ туғалақ информацияны. Проект кенне мен бейім личный бренднің сайынарықтақ өтпенден, сынаға кәлен Союз женской организации Туяна Андреевна кітті сөбелейін баран, онлайн-курс по шитью детской одежды ұтарғасының мұппыд. Онна июньга бағасына бұнтолыромын, кіспір тігер халадайым ден онлайн-курсы сағыла бұппыд. Опсая хүлбетче ие арасы ұлыстартын кіттіні ұлбыттара, онна кіратян кіргіттарығар халадай тіген мақтамыттара. Ол кәне өсі бұл күйін пальто курсын ұтпытым. Онна с 1 ноября платье принцессы онлайн-курспын өсі да сайынларар саналақпын. Кихи бәйті сатырын жон күтті үлістіяқтақ, жоңы туғала боласын тұқта дейсінібін. Онна түгеннен туғанан бұл общественный институт семьи Союз женской организации улахан мақталбын тердебін. Бұл проект сөді күскелелен әдериелерге, сайдалларғар туғалақ боларғар бағарабын. Улахан мақтал Мария. Онна үчей бая проекттарын өсі халғанан істендер. Онна атын мамалар әйін көрен әме бәлері бағар атын курс ағияқтара, түгірі ағияқтара. Онна ияқа пример болуқар әме улахан мақтал болды. Өсі дағыны өсі бірге үлілгеяқ бетті. Так, дорогие мамочки, я хочу предоставить слово мэру города Якутска Сардане Владимировне. И хочу выразить ей огромную благодарность. В самом начале, когда мы писали фонд президентских грантов проект, мы еще не знаем, выиграли или не выиграем. Мы написали этот проект на софинансирование города Якутска. И как раз мэрия нас поддержала. 244 тысячи мы выиграли в грант мэрии города Якутска. И в городе Якутске данный проект прошли 115 мамочек. И среди них у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 золотых медалисток. Представляете, они закончили этот курс с золотыми сертификатами. Я с удовольствием предоставляю слово Сардане Владимировне. Пожалуйста. Спасибо, Анжелика Егоровна. Добрый день всем. Уустан бу кыргыттар кыттолороллора истерге көрөргө хүрдэ кучугей кырачан оголорду көстөллөр елен аттылары гардини минаха сеңерен үйрө көрөбүн. Но я бы хотела сказать, что вообще удивительно замечательный проект, поэтому я бы хотела поздравить и наш Союз женских организаций, всех организаторов с таким очень серьезным шагом. На протяжении года столько мам получили возможность, значит, обучиться каким-то новым знаниям, новым навыкам, развить то, что они уже делают. И вот я пока сидела, слушала все эти выступления, я не готовила доклад, я не готовила какую-то очень большую информацию. Анжелика Егоровна, я вспоминала о том, как мы с вами были молодыми мамочками. Анжелика Егоровна буквально кормила грудью, бегала на работу, потому что мы не должны были отстать. Мы не должны были быть менее конкурентоспособными, чем наши молодые коллеги-мужчины. И то, что тогда не было никаких курсов, никогда ничему нас не учили, поэтому мы как могли, так сами старались, бегали. Сардана, ты меня там подстрахуй, Анжела, в это время я должна убежать домой, мне надо дочку забирать. И вот так вот мы, помогая друг другу, тогда совсем молодые женщины, ну, выкарабкались, перед вами сидим с какими-то определенными своими достижениями. Поэтому такая поддержка, она очень важна и очень нужна. Вообще, конечно, я бы хотела еще сказать, отдать должное дару, предвидению организаторов, которые еще до пандемии, Серебит Курдук, организовали такие курсы, которые дали возможность вот очень многим женщинам, и в том числе и из города Якутска, мне, конечно, как мэру города Якутска, это особенно приятно, вот обучиться и пройти вот обучение, курсы, вот эти общественный институт семьи, сделано руками мамы. Вообще есть такая фраза, может быть, даже немножко избитая, «счастливая мама, счастливый ребенок», но она имеет очень глубокое философское значение, потому что если мама востребована, если мама успешна,
Если мама довольна своей жизнью, то она эту атмосферу, эту ауру особенно передает своим детям, своей семье, своему дому. Поэтому, конечно, огромное внимание должно быть уделено. И я с удовольствием вот сижу, слушаю, смотрю, здорово, приятно. И вы знаете, удаленка, она дает определенные какие-то преимущества. То есть я вот параллельно смотрю какие-то бумаги, документы, то есть параллельно работа идет. Это нам надо с вами всем куда-то приехать, да, у нас же были такие стереотипы, вот, я это отвлекает, вам семьи надо оставить, мне работу надо оставить, чтобы там в торжественном зале посидеть, в ладоши похлопать. А сейчас видите, как все ускорилось, как все стало проще, и мы с вами становимся доступнее друг другу. Поэтому все равно в любом событии, в любом каком-то вот состоянии нужно всегда искать что-то позитивное для себя. Я очень рада, и, пользуясь случаем, я бы еще хотела поблагодарить наших городских предпринимателей, которые, магазин «Милый дом», которые вот выделили для наших мамочек специальные призы, несмотря на то, что предпринимателям сейчас тоже тяжело. И там тоже, кстати, «Милый дом», почему они так хорошо откликнулись, там тоже женщины, это и владельцы женщины, и работают женщины, поэтому мамочки тоже, одна из них молодая мамочка, сейчас кормит грудью ребенка, бегает в магазин, поэтому и сразу и с удовольствием они решили вот тоже чем-то поделиться своими результатами своего труда. Я желаю всем участникам, самое главное, здоровья вашим деткам. Пусть все дома будет хорошо, пусть все родные и близкие будут здоровы, потому что от нас с вами очень много зависит. Мы должны не только за собой приглядывать, мы отвечаем за всю семью. Поэтому пусть дома будет все хорошо, детки вас радуют. Самое главное, чего я всегда желаю мамам, всегда традиционно, я желаю, чтобы ваши дети были счастливее, чем мы с вами. Я желаю, чтобы ваши дети были успешнее, чем мы с вами. Я желаю, чтобы ваши дети были востребованы и нашли свое место в жизни. Потому что если ребенок счастлив, то счастлива мама. Поэтому самое главное, всего самого доброго вашим деткам. И спасибо Союзу женских организаций за такое хорошее начинание. Продолжайте, мы всегда вас поддержим. Спасибо. Большое спасибо, Сардана Владимировна, очень приятно. Действительно, большое спасибо Милому дому. Мы обязательно нашим золотым медалисткам, 9 мамочкам доведем прекраснейшие призы. Это миленькие подушечки, сувениры, красивая посуда. Именно дойдут до наших золотых медалисток с города Якутска. И хочу сказать, что сейчас хочу предоставить слово тоже слушательнице из города Якутска. Это Василина Шарина. Она мамочка, тоже является золотой медалисткой. И хотим, чтобы тоже она своими впечатлениями с нами поделилась. А подготовиться прошу Буслаевой Нургуяне. Пожалуйста. Дарабаларун, үтекин болохтон бүгүнгү бөрүлах бу тарахымет темектенер үчүгей этигенигер көрсөбүпүтүнөн тохонуннахан ден обычно хагалачыларди тохонуннахан ден итер болахадна биһиге хаха йогобут намно бастыка хардыларын оңордо бастыка тылын мама ден саңарда Антон ордук яга улахан жол сох тиханыбын Антон улахан огобут быйыл жа наконец-то кетехен детсадка местелан барда детсадка тибипитигер рот комитет председателинен таллылар билген бу ноябрь ига болохтах зима начинается с Якутии куракка намно мода коллекциятан аян тутан материал талан үлели хамныга хиджабыт анан жа ия күннәгы түбүгө оголор тула денге сөбүлөбүнаха антан бу проект меха онна мин жекергемер тугу берде ден түмүктүр боллакка Хүрдәгәр кәтеспетин бу кахан биге үйренер битен интернетка кырдак бина WhatsAppка килдак бина Instagram кырдак бина де жаннар үйрен саналарын үлләһен болалар да антан биге поток бут үс поток майка онна бесигер жайти кырданан хәттене диеле болбуда нахар кәтәһен баран сеттене диелен ха түргенне кахан кабыда антан бу проектка кытыпытан хүрдәгән үйрәбен онна бу ия декретка олорор кемигер опсайнан кыра огого күннәгы үҗе тибүгәр
баттатан қалбакка холобра бу биге специалисттар быт, спикердар быт, куратордар быт көмөлөрүнөн бэбит ис дегмитен холобра арыйды биттен хэп, ис дегмитен билли биттен. Бу ия ден кими жактар рола ден тугуй, она обсайнан биге обществога тох местене лабыты, она бэбит кахпытан кайдак туттокпутун сөбүйден обсайнан бу хүддак тухалак, хүддак көжүстак, она кескиллак проект болла дендебин. Ол курдук биге психологияга, финансовый грамотностька, имиджмейкерга, тайм-менеджерга береннебит, карахпытын арыйды биттен этекка хэп, кыржык таганы сөпкө детеллер, онну кебиттен спикердар катары кихи сөпсөһө олорор түгенэ хүддэ халбак хэп. Онотон бэм белетем эте бэм наха хөблетим, Ида Афанасьевна белых лекцияларын, кини көмүс сүбелерин, олох настольный книга курдук записной книжка хормопун хотора агыбын, хүддагын олохпар туханным ден хэп. Онотон бәйәм учутал боларын быһытынан оголорбуттан наха требуйдурайппин, наха пунктуальнай, аккуратнай болары ирдирайппин, онтукайбын сыйха демен холора төмі коңоромын билигин холора манныктен төмі коңоромын. Учутал ден профессия. Кем бағара учутал болун сеп? Эркихи дағаны, жақтар дағаны. Ол гынан баран учутал школаға барды. Школа титапыны бі учутал болабыт, жевдер керлах бітна, биджак бітін, онда барты болбытын ура бүттен. Биһиги ие болохтаахпыт. Биһиги оҕобут тугунан тыынарын билиэхтаахпыт, оҕобут үөрүүтүн үллэстиэхтаахпыт. Онотон биллен туран кини талаанын, кини баҕа санаатын, она кини жоҕорун таба көрөммүт, биһиги онна өйөбүл буоламмыт, тирах болохтаахпыт. Ол эбит биһиги аналбыт ден. Онан да бу терээһин терияатчилерге, хеха баргытыгар иелерге, бу ия күнә Саха Республикатыгар аспытынан, онна кәлән яр Россиялар иелерин күнінен иритик истеңнек ағандылықпын бағарабын. Онна өсі бір үшігей ханымын үллестебін, ол болағына дәбәйім хоббим тұғынан кәсәбітім, еті үйерінер кәммәр. Ол хоббим болағына күйар сетіміттен, ол абитар болағына интернет нәңі. Бурятияттан, онна Иркутскай кораттан кейі сахойонихен дирекка хурьяннар упсайнан хүддағын хәңәр біттер, онна совместно ең катара тәңіл лияқтын бағарабыттен әти күллерәнер соғдан тұралар. Енеген анжала хүддағы олаған кәстілләқ проекті күтіс көпіттен, анға жыланы бұн, үйеребін, онна мақтанабын. Бақи баларын. Василена, яқами олаған мақтал, олысы чүгейді. Сахарехре болвақ қайсы Бурятиядан адысырттан таққа ең күтті бірге үллеқтірім бағараларына. Хатчугай, молодец. Анджелана обязательно готовы. Он как золотая медалистка, как золотой сертификат получатель, ты будешь большим примером уже для других мамочек, да, которые не только в твоем районе, но и в Бурятии. Представляете? Это же здорово. Да, ты наша гордость, превзошла все наши ожидания. Мы сначала хотели, чтобы вы, мамочки, нашли как бы только себя, свой наследие, свой район, свою республику, а у тебя уже, получается, межрегиональные связи. Молодец. Сейчас я хочу предоставить слово. Я очень извиняюсь, буквально на полчаса где-то отключаемся, в надежде всех слушаем. Очень интересные выступления. Сейчас бы я хотела предоставить слово Буслаева Нургуяна. Я вот хотела спросить, она в эфире, Нургуяна? Так, если Буслаевой Нургуяны нету, я предоставляю слово Смольниковой Юлии Витальевне. Она как раз наш эксперт нашего курса, маркетолог, менеджер. Вы все ее прекрасно знаете, чтобы она тоже поделилась впечатлениями. Может, есть какие-то новые уже направления, по каким направлениям можно вести SMM-менеджмент, маркетинг, копирайтер, какие-то опережающие профессиональные переподготовки. Она вам расскажет, а после нее уже будет вести Туяна, наш эфир. Потом я к вам присоединюсь. Всем добрый вечер. Точнее, добрый день, я уже отвлеклась. Дорогие наши девушки, поздравляю вас с окончанием. Нету я в наушнике. У нас тут связь. Я поздравляю вас с окончанием нашего курса. Мы с вами работали, постоянно были на связи, вы писали о своих впечатлениях, рассказывали нам, что у вас получается, что не получается. Мы вас пытались поддержать, как могли. Спасибо вам за ваши отзывы, за то, что проходили курс.
за то, что слушали, за то, что применяли знания на практике. Я вам хочу пожелать и дальше учиться. То есть вот вы сделали такой большой шаг, вы поступили на онлайн-курс, да, вы посмотрели, каково это учиться онлайн, вы познакомились с экспертами. Периодически я вам в чат кидаю различные бесплатные онлайн-курсы, которые проходят по всей России, да, с какими-то крутыми экспертами, марафоны. И я вам настоятельно хочу рекомендовать проходить курсы, копить сертификаты, применять свои знания на практике, потому что декрет — это как раз такой, я сама знаю просто, да, по себе, декрет — это как раз такое время, когда вы можете пробовать что-то новое, научиться чему-то новому, вас никто никуда не подгоняет, вы можете целых 3 года учиться, пробовать, и потом уже понять, что вам хочется делать. Возможно, вы хотите открыть свой бизнес, возможно, вы хотите как-то по-другому еще себя проявить, да. Поэтому я вам желаю, чтобы вы нашли время для дальнейшего обучения и чтобы вы поняли, что вам хочется делать в дальнейшем. Вот. Это у меня такое небольшое краткое выступление, Анжелика Егоровна. Спасибо большое всем еще раз. И пишите, если что, мы всегда рады вам. Юлия, благодарим тебя за твое выступление, за твою информацию. Сейчас у нас по программе идет выступление уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия Альбина Егоровна Кычкина. Вы на связи, Альбина Егоровна? Так, Альбины Егоровны пока нет. Но я думаю, скорее всего, она подключится чуть попозже. Поэтому, Нюргияна Сергеевна, Министерство экологии, вы тоже на связи? Пока тоже ее, видимо, нет. Хорошо. Так, у нас 4-й и самый такой очень интересный поток участниц был в Хангаласском районе. 22 мамочки, 4 золотых сертификата. Это Прокопьева Пелагея. 4 золотых сертификата у нас было. Давайте я их обозначу. Алексеева Наталья, Варфоломеева Долгуяна, Мингалеева Альбина и Федорова Алена. Это наши дорогие мамочки. И сейчас я бы хотела предоставить слово нашей молодой маме Альбине Мингалеевой. Она сейчас, по-моему, на связи. Поделись, пожалуйста, своим опытом участия в нашем проекте. Алло. Ой, слышно, да? Слышно. Всем добрый день. Меня зовут Альбина. Я из города Покровск. У меня 3 деток. Сейчас сижу по уходу за младшенькой. Нам 1 годик. Хочу поблагодарить всех организаторов и экспертов этого замечательного проекта за поддержку молодых мамочек, за всестороннюю помощь в такое нелегкое время, когда сидишь по уходу. Все мы знаем, как это трудно, когда маленький ребенок, такая ответственность, и никуда не денутся еще и семейные заботы, стирка, уборка, готовка. Наверное, не только в моей семье, но и у вас у всех, наверное, многих было такое, что нарастает внутреннее давление, то есть когда давление в семье, и еще внешнее давление нарастает, когда в связи с пандемией когда никуда нельзя выходить, нельзя гулять с ребенком, все время сидишь дома, в гости даже нельзя, к родным, ни к бабушке, ни к дедушке, да, и это все давит, и именно в такой нелегкий период нам очень нужна была такая поддержка с вашей стороны. Особенно я хочу отметить психологическую поддержку, хочу поблагодарить Надежду Юрьевну. Для моей семьи именно мне нужна была такая поддержка. Очень большая у меня была помощь. И хочу очень большое спасибо сказать Еде Афанасьевне за уроки с общением с подростком. У меня сын 14 лет, и летом он совсем с нами не общался, все время сидел в комнате у себя, практически не выходил. И сейчас, благодаря урокам, потом после этого еще записывалась на другие курсы «Мамазонка», там тоже рассказывают о подростках, как с ними общаться. И сейчас у нас уже более-менее, мы с сыном уже общаемся, нянчится с младшей сестренкой, и я считаю, что это очень
большой плюс и очень, очень благодарна вот за этот проект. Хочу поблагодарить Анжелике Егоровне за уроки, занятия, когда дала задание про древо, семейное древо. Я, например, вот, оказывается, не знала, что мой дедушка со стороны матери был сиротой, и его воспитывала слепая бабушка. Вот это для меня как-то было новостью. И еще я, когда вот начали все дальше составлять, сделали в WhatsApp-группе семейной, да, тоже родственники, там двоюродные, троюродные все подключились, начали уже кто где, кто чем занимается. И выяснилось, что у меня даже в Питере есть двоюродный брат, он женился на итальяночке, у них такие красивые деточки, да, и мы с ним сейчас общаемся по WhatsApp. За это тоже большое спасибо, то я даже не знала, что у меня такая большая, обширная даже география, кажется, не только там в Питере, но и тоже в других регионах есть троюродные родственники. Вот. Яне Владимировне большое спасибо за активацию личного бренда. Я считаю, что сейчас без личного бренда, да, никуда, он нужен всем, без разбора. И мамочкам в декрете особенно тоже за то, что вот гардероб, когда разбирали. Да, это тоже был очень хороший момент. Так, еще Юлии Витальевне за оформление страницы в Инстаграме. Страница эксперта у меня, но я еще пока его не активировала. Лене Николаевне большое спасибо за анализ семейного бюджета. Это было нам очень тоже необходимо. Почему-то мы до этого с мужем, у нас были отдельные кошельки. Ну, как-то так у нас сложилось, что да, у него там потом в конце месяца, а сколько у тебя там осталось, а сколько у нас на что. И вот после вот этих уроков по семейному анализу у нас все, сейчас у нас все общее, и мы сейчас начали по программе 4 конверта, когда вот откладываем это на здоровье, особенно сейчас недавно тоже детки болели, это на питание, это на ЖКХ услуги, это вот когда вот все по полочкам, уже все очень спокойно уже за завтрашний день, что вот да, действительно денег хватит. И я когда ну вот выиграла, да, сертификат, я вот поверила в себя, получается, в свои силы, и сейчас записалась на республиканский кадровый конкурс «Я таланты Якутии», и в своем городе еще записалась в женский клуб «Тепло сердец» в городе Покровске, и очень рада, и хочу всех еще раз поблагодарить и поздравить с Днем матерей, всех мамочек. Альбина, большое спасибо за твой отзыв, действительно душевный, по-настоящему. Когда я читала твою легенду личного бренда, я действительно понимала, что это очень яркая мамочка, у которой большое-большое будущее. Спасибо тебе, что ты была с нами на этом проекте. Вот. Ну и я хотела бы предоставить слово представителю администрации муниципального района Хангаласский улус Прокопьевой Пелагеи Петровна, главный специалист по семейной политике. И есть у нас также в чате Варламова Фёкла Романовна, это председатель Женсовета Хангаласского улуса. Добрый день, уважаемые участники торжественного совещания. Ну вот, слыша такие содержательные, такие глубокие отзывы, которые получили свои плюсы участницы проекта, да, конечно же, не удивляйся, что именно этот проект был поддержан фондом президентских грантов. Значит, ну, здорово, что действительно вот перед новой ситуацией началось это мероприятие все реализоваться, и она стала для многих мамочек как площадка, да. Ну, в нашем районе идет также плановая работа по муниципальной целевой программе, реализуется, да, и для молодых матерей, конечно же, и семей уделяется большое внимание. Значит, имеется у нас также филиал Центра социальной поддержки молодежи, которые планово, системно проводили
различные психологические практики, тренинги, занятия, и в данное время опять-таки перешли в онлайн-форматы. Да? Также мы проводили планово о пользе грудного вскармливания, да, для молодых матерей совместно с Центром охраны материнства и детства. Так, и вот в реалиях новых условий для молодых семей в этом году, вот 15 мая, организовали семейный онлайн-марафон, где приняли участие около 20 молодых семей. Да? Ну, обычно такие мероприятия у нас проводятся ежегодно, семейные конкурсы, но по правде сказать, не каждая семья готова выходить на сцену. Это во-первых, затратно по времени, финансово, да, и не каждая половина, сильная половина семьи готова поддержать свою жену и выйти с ней на сцену. И даже женщина, если имела вот такое вот желание, мама, да, выйти на сцену, показать себя, проявить себя, если муж не поддерживал, то это уже, ну, как бы отсекалось, да. А именно вот онлайн-форматы, оказывается, дают такую платформу именно для таких семей. И этот марафон у нас прошел очень успешно, прошли 5 этапов, и когда мы вручали им, опять-таки, сертификаты, свои подарки, я у них спрашивала, вы приняли бы участие, вот был бы в другом формате? Многие папы говорили, что нет, именно вот такой вот формат им позволил принять участие, поддержать своих жен, свои семьи, да? Также информационная работа была усилена в это время, так как это обстоятельства, которые вот с этого весны у нас начались, да, для всех это было ново, незнакомо, да, и поэтому мы быстренько разработали буклеты информационные, которые раздавали, ну, по всем учреждениям, через социальных работников, ну, и даже бесконтактно бывало. И в этих брошюрах мы быстренько включили советы для мамочек, которые именно как разрядить обстановку, как избежать семейного насилия, как с детьми организовать досуг, как помочь ребенку обучиться в онлайн-формате, да? Ну, и также собирали разную информацию с интернетов и делали большие рассылки по сетям, да, по сетям. И сейчас также инструкции для родителей вот сделали, и также были розданы материалы для молодых семей, где вот они получили всю информацию, которую могли получить поддержку из всех учреждений и органов власти. Да? Так, и по постановлению главы сейчас у нас в июле этого года создана молодежная администрация. Это активная молодежь, она вовлекается в решение вопросов социально-экономического развития района, и, конечно же, без наших молодых мамочек и эта структура и не действует. Да? И в их составе из 20 с лишним человек 13, конечно же, посты заняли молодых матерей. То есть наши молодые мамы хангаласские, они очень активные, они участвуют везде, во всех мероприятиях, и также вот в новых вот таких вот форматах, где нужны их взгляды именно в решении вот принятия таких вот и управленческих каких-то мер, да. И вот ваша форма этого марафона обучения очень интересна мне, да. И вот ко дню матери Российской Федерации мы сейчас в настоящее время как раз и разрабатываем свою тоже такую программу в онлайн-формате, марафон «Интенсив 10 дней для себя», именно для развития для развития женщин. Ага. Ну, поэтому мне тоже очень интересны такие форматы. Возможно, я обращусь за консультацией, чтобы посоветовали своих спикеров, да, чтобы могли принять участие в прямых эфирах с нашими мамочками. И надеемся тоже, что наш проект тоже пройдет успешно. Большое спасибо, что вы охватили наш район, что наши мамочки тоже имели возможность принять участие. И приятно, вот, что у нас есть тоже сильные золотые медалистки получились, да? Мы будем их иметь в виду и пригласим, скорее всего, их тоже принять в нашем марафоне уже как соорганизаторов, экспертов, да? Ну, на этом у меня все. Большое спасибо. Желаем также, чтобы были еще и другие интересные проекты.
и поддерживали другие, наши начинания. Все, спасибо. Клавдия Петровна, благодарю вас за эту информацию. Кангаласский улус всегда славился своей активностью, я очень рада этому, да. И, конечно, наши эксперты Союза женской организации с большим удовольствием примем участие в вашем мероприятии, потому что вот буквально в ноябре месяце мы запланировали, по-моему, в Кангаласском улусе, да, энергия женсоветов в период пандемии. Да, вот отлично. Фёкла Романовна выступит? Фёкла Романовна подключилась, я ее не вижу, к сожалению. Видимо, нет, да? Хорошо. Итак, у нас есть также представители Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, Ушницкая Екатерина Константиновна и главный акушер-гинеколог и Вера Ильинична. Давайте предоставим слово нашему Министерству здравоохранения. Так. Так, видимо, чуть-чуть попозже они подключатся. Итак, я бы хотела предоставить слово нашему золотому эксперту, врачу высшей категории, врачу-неврологу высшей категории Белых Ида Афанасьевна. Она у нас действительно такой интересный человек, информацию о которых я впитывала буквально сама каждый раз, когда шли у нее потоки, я сама тоже садилась, слушала эти лекции, слушала эти прямые эфиры и каждый раз наматывала себе на ус. Ида Афанасьевна, вы в эфире, мы вас слушаем. Я здесь, если меня слышно, я продолжаю, если не слышно, напишите, да? Потому что я продублировала еще с телефона, и вот сейчас с ноутбука зашла. Я хотела бы немножко напомнить, демонстрацию я могу экран включить или нет? Если можно, да? Юлия, слышно? Пожалуйста, подключите Иде Афанасьевне демонстрацию экрана. Ага. В общем, я хотела напомнить, во-первых, я хочу всех поздравить, что обучались, что у вас есть стремление к развитию. И самое главное, я хочу сказать, что все-таки это был проект для мам, и вы являетесь прекрасной половиной человечества, вы являетесь мамами. И поэтому у вас основная роль сейчас, пока у вас дети маленькие до 3 лет, это роль мамы, ну и роль женщины. Потом, когда дети у вас вырастут, вы будете работницами. Сейчас уже сильно не надо стремиться работать. И мы говорили о том, что у человека есть особенности психики, и что все люди делятся на 4 типа психики. Есть организаторы, есть идеологи, есть менеджеры и есть мастера. И поэтому наша задача как родителей наблюдать за своими детьми, есть специальные тесты, презентации, там подробно это все было, определить основной ведущий код ребенка, потому что наша родительская миссия заканчивается, когда наши дети становятся самостоятельными людьми. И поэтому у народа Саха есть очень сильная народная педагогика, традиции народные, которые говорят, что... Меня вообще не слышно, что ли? Я про экран, да? Угу. Что значит, человек становится специалистом в какой-то области. И второе, да? Ну, не обязательно экран, презентация, в принципе, есть, да? И поэтому, если человек правильно выбрал вид деятельности, я умышленно, специально не говорю слово «работа», вид деятельности он должен выбрать соответствующий его психике, и он выбирает, значит, себе, жену или мужа. Все, создана новая семья, мы уже свою родительскую миссию выполнили. И сейчас, к сожалению, когда очень мало уделяется внимания наблюдению за ребенком, определению его психотипа, сейчас выросло целое поколение людей, которые называются «не то и не сё». Это значит люди, которые не любят свою работу, не умеют работать, и «сэйло сорудава сахалы» называется, да? И поэтому вот у вас сейчас есть индивидуальное такое хорошее время, государство оплачивает даже деньги мамам, пособия разные тут, чтобы мамы могли спокойно наблюдать за своими детьми и вот определить основной тип психики ребенка и помочь ему определиться с будущей профессией. Дальше мы говорили о том, что конфликтов на самом деле не бывает, но конфликты бывают, ссоры, скандалы, даже мордобитие бывает. И все конфликты начинаются вначале со слов, кто-то что-то сказал, что ему нужно или не нужно, другой человек не услышал.
Потом второй человек начинает делать замечания или сарказм проявлять. Тут тоже уже мы обычно женщины не слышим. И третий этап, вот по телевидению часто показывают, мордобитие называется, уже до телесного. Поэтому вначале идет на словах, потом идет на эмоциях. Если мы это не замечаем, доходит до телесной. Вот. И поэтому конфликт – это зона роста, это проходит любая организация, любая семья, любой коллектив. Вначале рассвет, потом вот идет плата, и в эта плата потом идет зона вот конфликтов, то, что называется. Это на самом деле точка отсчета. С этого начинается или развитие людей, или деградация людей. И поэтому, если вот эту зону роста мы не прошли, и мы не сели и за стол переговоров и не определили, какой функции не хватает. Например, оба не работаем, не хватает функции производства. Если нам закрывается это за счет каких-то пособий или за счет бабушек, дедушек, то долго можно жить и не понимать, что у нас нет производства. Или, допустим, у нас уже нет большой мечты. Генерация идей страдает. Все, ипотеку заплатили, детей вырастили, бюджет. Что дальше делать? Кто вообще напротив меня сидит? Незнакомый человек. Так тоже часто бывает. Поэтому устойчивость любой семье и любой организации дает мечта. Это значит, миссия должна быть определена. Очень много есть на эту тему Рагана, вот, ну, очень много на это сейчас, очень много публикаций есть. В эту сторону тоже нужно подумать. И поэтому, если в зону конфликта вы вошли, нужно подумать, какой зоны не хватает, усилить эту функцию. Мы можем сами или пригласить со стороны эксперта, обучиться чему-то, и идем дальше, развиваемся. И опять на 7-8 лет наступает рассвет организации или рассвет семьи. Через 7 лет опять наступает зона плата, она идем или вниз, или вверх. И у нас сейчас не хватает эмоционального интеллекта, нет культуры конфликтологии, ну, кепсетен, багарсан, дённор өйдөхөллөр, да, вот услышать другого человека, функция закрыта, потому что перенапряжение идет органа слуха. И мы с вами говорили о том, что у человека есть 5 органов чувств, через которые мы воспринимаем вообще все, да? И поэтому женщина пытается на уши подсесть своему любимому мужчине. А мужчина часто, он дело делает, денежки принес, дом построил, что еще мне надо? А на самом деле женщине нужно быть услышанной, и любому ребенку нужно быть услышанным. И мы говорили о том, что природа так создала человека, что маленькие дети что говорят? Ковся, 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 тихо, ковся, тихо, ковся, ковся, прочитай, прочитай, расскажи, расскажи. Они все время нас хотят слушать. И если в это время мама заточена на успешный успех, она теряет ребенка. Потом, когда канал этот уже не отработан, он вообще не воспринимает вот эту женщину, которая тем более его или критикует, или говорит о том, что плохо получается. А мы говорили о том, что мы должны разговаривать с детьми о том, что они любят, и на сказках, на образах создавать модели будущего, образ жизни создавать. Дети могут создать только тот образ жизни, который они слышали когда-то, и причем от любимой женщины, которая называется мама и папа. До 12 лет мама и папа – это небожители, это не люди, это боги, которых ребенок любит. Он считает, что они самые умные, самые красивые, все правильно говорят. Но мама говорит, никогда, никогда. Тогда потом он идет в интернет, ищет. И вот эти все очень плохие истории, но не хочется сегодня в такой праздничный день о плохом говорить, да, но мы знаем, что существуют разные организации, которые детей втягивают всякие вредные, там, ну, чем-то вредным заниматься. Они знают эту технологию, они говорят мягко, и они все время говорят, ты лучше, лучше, и туда вовлекают детей. И мы говорили о том, что святое место пусто не бывает, поэтому ваша задача, мамы, вам для этого государство денежки дает и отправляет в отпуск, чтобы с будущими гражданами России разговаривали больше. На все вопросы детей объясняли, рассказывали свои чувства. Как бы вы объясняете, что вы делаете. И ребенок вроде бы ходит, чем-то занимается, но он уже модели эти воспринимает. И вот сейчас из-за того, что все-таки приоритет был делай уроки, сиди ровно на уроке, сейчас вот есть самая большая проблема 21 века, называется поколение хикимори. Они есть во всех
странах. Это люди, которые сидят возле компьютеров и больше вообще ничем не интересуются. Они не хотят никакое гражданское общество развивать, они не хотят создавать семью, они не хотят работать, их содержат родители. И вот сейчас поэтому это проблема 21 века, что будет с этими людьми, когда умрут их родители, которые их содержат. И они полностью бременем, это 40% по некоторым источникам есть данные, что вот эти люди станут иждивенцами общества. Когда вот то поколение, которое работает на 3 работах, уйдет, и этому тоже есть объяснение. Это, оказывается, в общем-то, дети работающие мамы, которая успешная, она социально успешная, она статусная очень. И так как она всю энергию туда отдала, то вот где-то не хватило. Поэтому ваша задача сейчас, самое главное, это настроение вашего ребенка. Чтобы он был веселый, чтобы он был радостный, чтобы он в любой момент мог подойти к маме и задать любой вопрос. И мама должна все бросить и даже с форума уйти, но она должна ответить ребенку на вопрос, тот, который в этот момент интересно. И это, оказывается, тоже создается психотип такой, и социальная адаптация, социальная коммуникация, социальная сила создается. Он считает себя важным, он считает себя нужным, он подошел, и небожитель такой, как мама, на его вопрос отвечает. И тогда такой человек оказывается смелым. И вот испытывали самые большие филантропы, самые большие благотворители, самые большие ученые, самые большие руководители больших организаций. Это были мальчики и девочки, у которых была такая мама, которая была доступная. И она говорила: это ошибка была, мы ее исправим, мы вместе исправим или тебе помочь. И она всегда говорила о том, что ты ошибся, а ошибки исправляются. Ты научишься. И она никогда ему не говорила: ты плохой, то не умеешь, это не умеешь. Вот, поэтому вы такие большие молодцы, что пришли учиться, вы хотите, вы хорошие мамы, но хотите быть еще лучше мамами, вы хотите знать, как общаться со своим ребенком. И еще об одном моменте я хотела сказать, что святое место пусто не бывает, и вообще успех дает только общение. Ида Афанасьевна, добрый день. Очень хорошая информация. Я бы хотела, чтобы, как вам вот девочек, мамочкам найти вас? Вы есть в Инстаграме или у вас есть какие-то данные? Я есть в Инстаграме. Чтобы записаться к вам? Кстати, хороший вопрос. Спасибо. Меня найти очень просто. Меня зовут Ида Белых. Я одна во всем мире. Наберете Ида Белых, и вы меня найдете во всех соцсетях. И ВКонтакте вы найдете, и в Фейсбуке найдете, и в Инстаграме найдете. И вот я работаю методистом общественной организации «Ресурсный центр АКПА» называется. Мы консультируем очень много по вот гражданским инициативам, кто хочет общественной работе заниматься, кто хочет влиять. Вот, поэтому вы меня всегда найдете. Ида Белых наберите в Инстаграме и найдете. Я вот про среду хотела сказать, и что вот такой хороший проект, который придумала, у нас придумал Союз женских организаций, да, в лице нашей любимой, уважаемой Анжелики Егоровны и Туяны Андреевой, конечно, он создал среду для общения. И поэтому вот очень важно, чтобы у женщин была среда, где они могли общаться, где они могли бы задать вопросы, что-то спросить, и потом сами кому-то быть опорой. Да? Вы все равно когда-то будете свекровыми, девушки мои. Не забудьте, какие вы будете свекрови, какие к вам придут невестки или зятья, и вы будете такие мудрые, хорошие, добрые женщины, феи из сказки. Да? Вот это вот женские качества. Всех помогать, всех поддерживать. Вот, про это я хотела сказать, да? Ну и хочу тоже вас поблагодарить, потому что только когда вы задаете вопрос, только когда вы слушаете, у нас, видите, энтузиазм рождается, и нам хочется своими знаниями, которые тоже накоплены за жизнь, передать. И вот было мне приятно, что говорили, что просто общение даже с детьми улучшилось. Это то, ради чего мы пришли на этот проект. И большое спасибо организаторам и фонду президентских грантов, которые вот поддерживают такие проекты, которые помогают нашим женщинам воспитывать будущих граждан. Большое спасибо, Ида Афанасьевна, вам, потому что если бы не вы, ваш опыт, ваши знания,
они помогли нашим мамочкам, и мы вас тоже видим спикером наших последующих таких же проектов, да, мы будем его продолжать, сделано руками мамы для северных улусов, для других районов мамочек, и мы вас обязательно будем приглашать спикером на наше мероприятие, так что готовьтесь, пожалуйста. С радостью, с радостью. Спасибо. До встречи, увидимся. Спасибо большое. Сейчас мы послушаем Альбину Кычкину, да? Да-да-да. Угу. Альбина Всем добрый Егоровна день. уже Я здесь. немножко удалялась, я присоединилась. Кстати, сейчас я хочу сказать, что было совещание тоже с министерствами и ведомствами, и мы обсуждали стратегию, национальную стратегию действий в интересах женщин в Республике Саха-Якутия на 2017-2022 годы. Представляете, мы с вами говорим сегодня о мамочках, о женщинах, и параллельно тоже все, кстати, министерства, ведомства, почему-то там все руководители женщины тоже обсуждают женские вопросы. Так, сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово Кычкиной Альбине Егоровне, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия. Пожалуйста, Альбина Егоровна. Добрый день, уважаемые девушки. Меня слышно, да? Добрый день. Во-первых, разрешите благодарить за то, что пригласили меня на сегодняшнее мероприятие. Анжелика Егоровна, большое вам спасибо, и Туяна, что настаивали, что я пришла и посмотрела на участниц. На самом-то деле очень интересный проект. Я очень рада, что такое большое количество, вот я сейчас смотрю участников, очень большое количество женщин интересуется самозанятостью, и действительно это очень сейчас важно. Как предприниматель, который работал, был предпринимателем 16 лет, могу немножко поделиться информацией, каково быть работающей мамочкой маленького ребенка. Ну, мне ребенку сейчас уже 15 лет, но все равно действительно были сложные моменты, когда я начинала сама, когда я с маленьким ребенком, двухмесячным маленьким ребенком выехала в город Вилюйск для того, чтобы там же параллельно, я его кормила грудью, но параллельно я еще работала в администрации города Вилюйска, обслуживала их программное обеспечение. Я вообще занималась всегда и работала в отрасли, которая больше такая мужская, и занималась именно IT-программированием. И, конечно, у программиста всегда вот как бы было такое, что волка ноги кормят, то есть все зависит от того, от количества заказов. Так что тоже у меня была ситуация, когда я вот кормящая мать и выезжала с ребенком. Но таким образом получилось, что, видимо, ребенок видел, как я работала, как я росла и самореализовывалась, и теперь ему 15 лет, и он хочет и мечтает стать айтишником. Мало того, что он мечтает, он еще умеет, он еще учит теперь других детей. Я думаю, что пример мамы работающей – это очень важно для ребенка. Ребенку очень нужно видеть и очень нужно гордиться своей замечательной, красивой, социально реализованной мамочкой. И вот я очень рада, что есть девушки, есть женщины, которые интересуются этим и создают своими руками вещи, своими руками продукцию, услугу, но такую замечательную, которую действительно можно, ребенок, и семья может гордиться этим. И вообще я считаю, что женщина наиболее социально ответственна, но не только я считаю, но вообще, в принципе, все психологи считают, что женщина наиболее ответственная, не только социально, не финансово ответственная, отвечает за свою семью, за своих детей. И поэтому, в принципе, женское предпринимательство и женская самозанятость – это на сегодняшний день действительно государственная политика, государственная программа. То, о чем сейчас говорила Анжелика Егоровна. И я участвовала во многих форумах женских,
и по женскому предпринимательству, и в принципе по развитию женских каких-то компетенций. И действительно вижу, что и российская наша действительность, наша страна, и все международное сообщество переориентировано уже больше на то, чтобы поддерживать женское саморазвитие. Очень много проводится мероприятий, там, акселерационных программ, много проводится мероприятий по поддержке женской самозанятости. И да, сейчас женщина не должна сидеть дома, обеспечивать только завтрак, обед, там, ужин в семье. Женщина сейчас должна самореализовываться. Это очень важно, и я очень рада, что вы сейчас занимаетесь вот как раз собственным саморазвитием и самореализацией. У меня все. Большое спасибо, Альбина Егоровна. Я думаю, что наши женщины станут, когда предпринимательницами, самозанятыми, у них не будет вопросов к вам, как к уполномоченному, да, по защите прав предпринимателей. Очень будем надеяться. Но несмотря ни на что, большое вам, да, несмотря ни на что, большое вам спасибо, что вы всегда поддерживаете наши проекты, это даже когда руководили, да, деловой Россией. И думаю, что мы будем дальше сотрудничать и также помогать нашим мамочкам, женщинам республики самореализовываться. Большое вам спасибо. Сейчас я хочу предоставить слово Игнатьевой Марии Семеновне, заместителю главы по социальным вопросам Намского района. Мария Семеновна, мы в этом году, несмотря на пандемию, успели пообщаться. Она встречала большую делегацию межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики» в Намском Улусе. И хочу сказать, что вообще Намский Улус очень активный. Мы там встречались с мамочками, с женщинами. И у нас приняло участие в Намском Улусе 23 мамочки. И почему-то у нас 2 только золотые получили сертификаты, 2 мамочки. И хотим, значит, предоставить слово Намскому Улусу. Пожалуйста, Мария Семеновна. Добрый день, слышно, да, меня? Алло, слышно? Так, Анжелика Егоровна, добрый день, дорогие наши участники торжественного мероприятия. Ну, Намский Улус, конечно, охотно присоединяется ко всем нашим искренним поздравлениям с успешным завершением реализации данного проекта, сделано руками мамы. Действительно, очень содержательный, интересный проект, собрал вокруг себя очень активных, молодых мам, ну, мамочек, да. Эти мамы, которые хотят развиваться сами, у которых есть позитивная мотивация, настрой, и самое главное, у них есть желание улучшить свою семейную жизнь. Во-первых, поэтому мы искренне благодарим вас, Анжелика Егоровна, Фонд президентских грантов, Союза женских организаций, конечно, инициаторов и руководителей данного проекта, а также всех участников улусов, то есть наших дорогих мам-женщин. Надеемся, что знания, навыки, умения, можно сказать, да, приобретенные в ходе реализации данного проекта, будут всегда востребованы, важны и актуальны в вашей семейной жизни. Из Намского Улуса, как уже выше говорилось, на данных курсах всего обучалось 22 женщины. Все они, конечно, молодцы, все успешно прошли обучение. И отрадно отметить, что наши землячки, это Колодесникова Мария и Бочкарева Мира, получили золотой сертификат, с чем и от всей души мы тоже поздравляем. Желаем, чтобы наши девочки, да, которые вот обучаются на этих курсах, на этом образовательном портале, всегда были в гуще событий, всегда нам помогали, и мы их тоже будем привлекать к нашей общественной жизни. Всех еще раз с праздниками, всем земных благ мы от всей души желаем и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы всегда рады и готовы всегда внести свой вклад в целях повышения нашей семейной женской политики по всей нашей республике. Спасибо за внимание. Всех еще раз поздравляем. Спасибо за очень красивый, содержательный проект. Будем дальше работать.
Большое спасибо, Мария Семеновна. У нас тоже свои пожелания, чтобы мамочки Намского улуса, у вас тоже очень хорошо работает отдел семьи, отдел молодежи, чтобы привлекали женсовет, женские общественные организации. И буквально у нас в 2021 году осенью, ровно через год, состоится 15-й съезд женщин Якутии. И как раз надо активизировать на местах наши женсоветы, и чтобы у них были преемницы, более молодежное крыло, да, женсовета Намского улуса, тоже провести большую работу. Я думаю, что муниципальная власть всегда пойдет навстречу к мамочкам, и тогда мамочки будут готовы совместно с вами реализовать те программы, социальные программы, да, которые сегодня стоят перед Намским улусом, вместе, чтобы решать какие-то вот важные проблемы. Пусть это будет алкоголизация женщин или там детишки брошенные, да, и так далее. Чтобы такого было меньше, мы должны больше уделять внимание нашим молодым семьям. Большое спасибо. Вот такие у нас пожелания. Угу. Так, пожалуйста, с Намского улуса у нас золотые медалистки Мира, Мария присутствуют в эфире. Пожалуйста, слово Бочкаревой Мире, Колодезниковой Марии. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, всем доброго дня. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Ага. Пожалуйста. Мне посчастливилось стать участницей этого проекта. Случайно наткнулась на объявление в WhatsApp и решила незамедлительно принять в нем участие. Это участие дало мне много интересной и полезной информации. И очень хорошо, что есть такой проект, дающий нам возможность развиваться, прокачивающий наши основные сферы жизни и, возможно, даже найти свое предназначение в жизни. Желаю дальнейшего развития этого проекта и чтобы все больше участниц благодаря этому проекту внесли в свою жизнь что-то хорошее и новое. Выражаю свою благодарность организаторам, спонсорам проекта и нашим замечательным кураторам. У меня все. Да, большое спасибо, Мира. Видите, очень приятно слышать вот отзывы, да, когда реально вот делаешь проект, думаешь, получится, не получится, и уже реализовав этот проект через год, реально чувствуешь, что те знания, которые мы хотели дать, да, через наших специалистов, через наших спикеров, они реально помогают нашим мамочкам. Очень приятно слышать. Большое спасибо. Сейчас я хочу предоставить слово лидеру молодежного крыла Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. Анжела Егоровна, минуточку. А у нас кто Мария хочет? Колодезникова. Мария Колодезникова хотела выступить еще. Угу. Мария, пожалуйста, мы вас слушаем. Ой, Мария, вы же здесь, да, я вижу вас. Угу. Пожалуйста, Мария. Микрофон включите, Мария, микрофон. Всем добрый день. Все, слушаем. Угу. Ага, слышно, да? Слышно. Ага. Всем добрый день, меня зовут Мария Колодезникова. Очень рада принять участие в таком классном, обширном курсе. Очень многое почерпнула для себя. Вообще, мое участие имеет очень такой интересный рассказ, как говорится, да. Вот за Союзом женских организаций я слежу давно в Инстаграме, и вот один раз наткнулась на то, что они проводят этот курс. Узнала, когда они провели в Горном Улусе. И внутри себя вот подумала, вот классно было бы, если вот, принять участие. Они мне объяснили, что вот это проводится по улусам. Вот сейчас идет Горный, потом вот ранее Мегина Кангаласский был и так далее. Вот, в следующий раз прими. Ладно, я жду. Потом вижу объявление Кангаласский улус. Вот снова спрашиваю, а город Якутск вот когда будет? Они мне сказали, что город Якутск уже прошел. Как это прошел?
немножко предисловия. Я сама из города Якутска, невестка Хангаласского улуса, ну и в Мегино-Кангаласском у меня родственники, и в Намском тоже есть родственники. Вот. И они мне сказали, подумаем над решением и вам сообщим, можно ли принять участие. Вот, жду, потом смотрю, объявляется вот Намский улус. И мне организаторы пишут, вот мы сейчас проводим вот 5-й курс в Намском улусе и дополнительные вот места, кто не успел. Вот. И я незамедлительно оформила заявку и запрыгнула, как говорится, в последний вагончик. Вот. И безмерно очень этому рада. Что мне дал этот курс вообще? Если познакомить себя, я мамочка мальчиков, они близняшки, им 14 ноября будет годик. Вот. И этот курс мне скрасил, можно сказать, декретный отпуск, что ли. Вот. Очень много полезного, очень содержательные уроки было. Их всего 23 или 24 было, и 3 модуля, там куча полезной информации. И хочу поблагодарить каждого спикера. Вот это Надежда Васильева, Ида Белых, вот, Анжелика Андреева, Туяна Андреева, Юлия Смольникова. Вот, благодарю каждого за мой вклад в развитие, и в дальнейшем вот эти все знания я буду уже применять и в дальнейшем в своей жизни. Да, большое спасибо, Мария. Сегодня очень прекрасно, Мария, выглядишь, такое красивое платье. У нас сегодня торжественный выпускной, молодец, да. Большое спасибо. Очень хорошо выступила. И когда мы переписывались, я думаю, как эта мамочка близнецов может управиться одновременно с 2 детьми. Это, наверное, очень сложно. И нам очень приятно, что наши вот курсы, советы, наверное, тебе тоже очень помогли. Вот, как бы находясь в отпуске по уходу за ребенком, применять какие-то навыки, знания и умения. Большое тебе спасибо. Сейчас я хочу вот предоставить слово Жендринской Сардане. Она лидер молодежного крыла Союза женских организаций. И вы все молодые мамочки должны объединиться вокруг Сарданы Жендринской, потому что очень много у нас проектов в молодежном крыле. Я думаю, она сейчас расскажет. И также она расскажет, что буквально вот в ноябре мы не расстаемся с вами, мамочки, а все будем участвовать тоже в онлайн-форуме молодежного крыла. Пожалуйста, Сардана. Всем здравствуйте, всем добрый день. Я очень рада приветствовать вас от имени молодежного крыла Союза женских организаций Республики Саха-Якутия, вас, участников Общественного института семьи, сделано руками мамы. Несмотря на то, что я не принимала прямого участия в данном проекте, у нас достаточно много интересных проектов, в которые я бы хотела вас пригласить, вашу молодежь вашего улуса. И я бы хотела немножко рассказать о деятельности нашего крыла молодежного. В этом году весной, во время весеннего форума нашего женского лидеров девушек Республики Саха-Якутия, я была избрана председателем молодежного крыла. И вот, несмотря на вот эту пандемию, несмотря на удаленную работу, нам удалось провести несколько проектов в этом году. Это первый ежегодный летний форум, онлайн-форум девушек-лидеров Республики Саха-Якутия. И было очень интересно, вот именно мы здесь сделали упор на деятельность наших молодых женщин, девушек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, решили, несмотря ни на что, сделать свой какой-то проект, сделать свой вклад вот в развитие семьи, общества. И далее вот осенью, если рассказать о деятельности нашего крыла, мы провели наш первый международный молодежный северный форум активистами
организаторами, которого являются вот наши тоже коллеги, активисты молодежного крыла. Супер интересное мероприятие прошло, потому что вот на площадках вот этого форума мы обсуждали такие важные, интересные темы, как волонтерство, экология, человеческий капитал, культура и языки. Далее, вот сейчас у нас тоже много интересных проектов, одним из которых является Академия народной дипломатии. Здесь вот нами Анжеликой Егоровной была поставлена задача именно выйти на международный уровень, поэтому мы работаем вот в этом направлении. И сейчас мы работаем над тем, чтобы наши земляки, жители, да, Республики Саха-Якутия перед тем, как выехать в другие страны, надеюсь, вот этот момент наступит когда-нибудь, да, чтобы они были готовы, да, к межкультурной коммуникации, как нужно вести себя, потому что сейчас мы проживаем в эпоху всемирной глобализации, когда хочешь не хочешь приходится вступать в контакт с представителями других культур, представителями других национальностей. На самом деле это очень интересная тема, и также это мотивирует всех молодых людей учить языки, учить культуру, да, других народов. И также сейчас мы приглашаем наших активисток и других молодых девушек, молодых женщин принять активное участие в наших других, да, будущих проектах, и также приглашаем принять активное участие в составлении календаря событий следующего года, 2021 года. Поэтому все равно роль женщины в нашем обществе, ну, как показала вот эти наши в этом году прошедшие мероприятия, очень огромная роль женщины, потому что, несмотря на то, что нашим миром управляет мужчина, тем не менее, женщины на местах, они остаются такими драйверами, лидерами вот этого движения, поэтому исполнителями, которые вот реализуют, которые осуществляют разного рода проекты. Поэтому работы очень много, очень много интересных точек соприкосновения, потому что каждый человек, каждая женщина, несмотря на то, что она проживает в отдаленном Улусе, в селах, в деревнях, все равно имеет свои интересы, свои навыки, которые могут стать таким небольшим либо большим вкладом в наше общее дело. Спасибо всем. Я очень надеюсь, что ваши коллеги, знакомые, подруги станут нашими также подругами и присоединятся к нашему движению. Спасибо. Сардана, спасибо. А у нас вот сейчас, можно, да, вопрос, есть какой-нибудь вот онлайн-форум будет, да, у нас где-то 18 ноября, да, предварительный? Да. И там мы будем обсуждать, что же девочки все могут подключиться со всей республики, со всех районов же, да. И еще непосредственно хотелось бы тоже какой-то проект, наверное, для сельских, да, мамочек. Можно же тоже придумать какой-то проект, если в Zoom у нас, допустим, 40 минут же бесплатно, каких-то вот отдельно для сельских женщин какой-то проект, и одного спикера на 40 минут, 2 спикера же можно, да, тоже такие какие-то, как будем их называть, онлайн-лекции или онлайн-семинары или онлайн-конференции тоже можно придумать же, да? Да, это было бы интересно, потому что можно организовать какие-то интересные открытые лекции, да, с приглашением каких-то интересных личностей, просто для, вот, мне самой интересно, да, допустим, услышать интересного собеседника, более опытного, допустим, да, из разных сфер деятельности, которые могли бы, например, мотивировать, да, вдохновить на какую-то реализацию какого-то, допустим, проекта, которого давно, например, откладывали, да, поэтому, возможно, вот в такой сфере, да, было бы интересно. Хорошо. Большое спасибо, так что ждем план до конца года и ждем от Зарданы план на 2021 год, и мы всем мамочкам, у нас есть группа, есть у нас группа «Золотые мамочки», это те, которые получили золотые сертификаты. Еще у нас есть группы вот 1, 2, 3, 4 и 5 потока. И мы туда тебя добавим, Сардана, и ты будешь тоже с ними общаться. Хорошо? Хорошо. Золотыми мамочками. Все. Спасибо большое. Так, Туяна, пожалуйста, что дальше у нас?
Ну, сейчас у нас по плану должны были включить видеоролик о молодежном крыле Союза женских организаций. Юлия, вы можете сейчас подключить видео, да? Да. Сейчас, И да, после этого видео... Женщин. У нас молодежные уже, да? Союза женщин России. Вот он, молодежный форум. Да. И теперь В Москве состоялся молодежный форум Союза женщин России, на котором прошло первое заседание Молодежной палаты. На мероприятие приехали молодые представительницы региональных отделений из более 50 субъектов, чтобы принять участие в деловых играх, семинарах и тренингах, а также рассказать о своих социально ориентированных проектах. Приехали молодые, интересные, задорные, красивые, умные, профессиональные. И я думаю, они дальше понесут идею Союза женщин и создадут полноценные молодежные палаты, советы в территориях. Это самое главное. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала об истории возникновения женского движения в России, о том, как Союз женщин стал правопреемником Комитета советских женщин и о долгосрочной программе Союза «Равенство, развитие, мир в 21 веке», в рамках которой предстоит работать молодежному крылу. Как оказалось, девушек объединяет не только соседство регионов и творческий подход к делу, но и активная гражданская позиция, а также желание делать мир лучше. Вообще, я всю жизнь занималась музыкой, я пианистка, и сейчас я концертмейстер в Русском государственном музыкально-драматическом театре, и учусь сейчас на правоохранительной деятельности, то есть я хочу знать свои права, то есть изначально с чего это все началось. И когда я узнала о Союзе, собственно, я загорелась. Сейчас я загорелась еще сильнее, я собираюсь прям конкретно начать заниматься этой деятельностью с Союза женщин России. Я была очень рада новости о том, что Союз женщин России принял решение еще и молодежный парламент создать, потому что у нас этого не хватает. В наших районах очень хороший и сильный состав женщин, за 30, те, которые это ведут уже давно и этим гордятся. И новых кадров молодых их очень не хватает. И сейчас вот эта волна, она всех зарядила. И, честно, хочется, у нас 3 представителя Татарстана, мы уже продумываем план, как мы будем всех собирать. Девушкам показали перспективы и возможности саморазвития, которые открывает перед ними Союз женщин и Школа женского лидерства. О ней рассказала руководитель молодежного парламента Вологодской области. Сегодня для молодой женщины открыта дорога и в политику, и в сферу общественной деятельности. Эффективность женщины, как управленца, уже не нуждается в доказательствах. Недаром во многих регионах ключевые ведомственные посты давно уже занял слабый пол и прекрасно справляется со своей работой. Это касается не только социального блока, но и экономики, промышленности и даже силовых ведомств. Это обязательно нужно женщине, я это говорю как председатель молодежного парламента Вологодской области. Я хочу сказать, что если сейчас мы смотрим динамику, я как раз занимаюсь политическим продвижением кандидатов, если смотреть динамику по муниципальным образованиям, то все чаще главами становятся женщины, все чаще в депутаты представительных органов власти идут женщины. Это возможность реализовать себя, это возможность применить свои знания. И у женщин есть, да простят меня мужчины, есть определенное качество, которые способствуют тому, чтобы она стала руководителем и стала политическим лидером. В
ходе работы форума были представлены проекты победителей конкурса, объявленного Союзом среди молодых активистов. Конкурс «Лучшие молодежные проекты» проводился с целью выявить лучшие практики и предложения из регионов, ориентированные на решение социально значимых задач, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Самое главное – поднять молодежь на исполнение тех задач, которые поставлены президентом в составе Союза женщин России. Я сегодня привезла проект, который касается Союза женщин России и молодежи, так как я имею отношение и к Союзу женщин России, и к молодежи. Молодежный совет Союза женщин России Курской области «5 первых шагов». Мы поняли, что Союзу женщин России Курской области не хватает молодежного состава, и поэтому как раз-таки Союз женщин России в общем создал молодежную палату, и мы решили создать молодежный совет, который, конечно же, будет входить в Союз женщин России Курской области, но и нести определенные свои цели и задачи. Самое главное – это привлечение молодых девушек Курской области. Вторая половина дня была посвящена образовательной программе. Участницы форума общались с опытными экспертами в сферах социального проектирования, создания и организации командной работы общественных объединений и личного имиджа. В завершении встречи они обсудили дальнейшие цели и планы работы Молодежной палаты Союза женщин России, а также выразили желание сделать форум ежегодным. Как признались сами гости, подобный заряд энергии единомышленников вдохновляет и рождает свежие идеи, направленные на улучшение жизни и заботу о своем регионе. А невозможно жить и ничего не хотеть. Поэтому я думаю, что большинство людей все-таки хочет менять пространство, хочет, чтобы жизнь стала лучше. Вот для этого Союз женщин и создан. Большое спасибо. Большое спасибо, Юлия, за демонстрацию. Вы посмотрели ролик Союза женщин России, молодежного форума, куда ездила делегатом от Республики Саха-Якутия Юлия Смольникова. И как раз вот они сейчас совместно с Арданой будут составлять план работы и на 2021 год. Ну, молодежное крыло Союза женских организаций Республики Саха-Якутия у нас уже работает с 1997 года, так что мы пионеры в этом направлении, потому что я сама лично возглавляла молодежное крыло, когда еще была совсем молодой девушкой, студенткой. И сейчас, значит, уже на дворе 2020 год, как быстро летит время, и тоже молодые девушки продолжают это дело. И когда человек занимается общественной деятельностью, это получает очень большой опыт. Я всегда тоже вам говорю, и девушкам, и молодым мамочкам, это твой личный опыт, это твой социальный капитал, это твой социальный лифт, благодаря которому ты будешь лично развиваться. Поэтому никогда не бойтесь общественной работы, общественной нагрузки, общественных дел. И самое главное – это коммуникации. Как я уже не раз говорю, когда я прихожу в любой, там, допустим, УЛУС приезжаю, на СЛЕК приезжаю, или в поликлинику иду, или в банк иду, там обязательно сидят мои знакомые, потому что я была лидером студправкома ЕГУ, и там все сидят наши студенты, и то есть вот эти вот коммуникации, общение, участие в мероприятиях дает очень большие, хорошие, такие добрые знакомства. Сейчас нам подсоединилась немножко с опозданием Ольга Бородина. Она является психологом, сексологом, телесным терапевтом, коучем, руководителем Центра развития «Гармония». Ольга, вы можете, да, к нам подсоединиться и сказать нам что-нибудь интересное, лайфхаки для молодых мамочек? Пожалуйста, Ольга. Добрый день, да, мне так прям неожиданно сказали, я, если честно, даже не была готова, с малышом на руках. Вот, наверное, хочу спросить, вот про что больше рассказать? Про то, что, как вообще себя реализовать молодой маме, как? Или вот что такое вот прям интересное? Ольга, у вас есть такой классный мастер-класс, называется «Гармония женщины в любви». Вот немножко, пару слов буквально об этом. Можно все, поняла, хорошо. Да, только вот сразу говорю, у меня есть чудо маленькое на руках, если что, оно меня будет отвлекать. Прошу понять и простить, да. Вот, действительно, да, тема гармония женщины, она очень актуальная, она очень, наверное, важная и нужная. И она с каждым годом все более становится действительно значимой, вот не только в Якутии, да, а вообще вот и за пределами. Например, недавно я участвовала в Self Mama
форум меня позвали, и вот там как раз тоже я рассказала такие основные постулаты, наверное, в том, для того, что нужно делать женщине, чтобы оставаться в гармонии с самой собой. Если там очень кратко, то первое, наверное, с чего бы я хотела начать, то такой, наверное, важный, особенно это вот именно для молодых мам, да, это важный, наверное, такой пункт – это просить помощи. Это очень важно, потому что мы очень часто проявляем свою такую самостоятельную, да, не знаю, какую-то, что мы думаем, что мы все сами можем, то есть это какая-то вот наша роль, что мы там обязаны, да, там с ребенком на руках, вот, и иногда мы думаем, что попросить о помощи – это как-то вот неправильно, что ли, да, или это как-то вот, не знаю, боимся мы это делать, да, потому что думаем, что нас осудят или скажут, ну ты же вот мама, ты должна сама справляться, да, там, со своими какими-то обязанностями. И таким образом женщины очень часто закрываются в себе, тем самым теряя, собственно, свою женскую, вот эту вот внутреннюю, ну, получается, сущность, да, которая в женщине, в нас всех, в женщинах, она есть, присутствует. Поэтому здесь, наверное, таким важным моментом первое – это просите помощи, то есть вот надо вам пойти прогуляться, да, подышать свежим воздухом, отвлечься, поделать какие-то дела свои, заняться спортом и так далее. Всегда обращайтесь к помощи своим друзьям, близким, знакомым, к подругам, да, вот, например, один из таких способов, кстати, очень интересных, я пришла после эфира Self-Mama, да, это можно общаться с подругами, у которых детки, ну, такие же по возрасту, как и у вас, объединяться вместе. И, например, сегодня, допустим, одна мама отдыхает, одна мама там за двоими смотрит, да, а там, завтра, например, наоборот, они меняются местами. Это очень классно, на самом деле, и, во-первых, женщины, общаясь между собой, получают этот заряд, да, определенные эмоции, потому что женщинам общаться нужно, важно, потому что в этом они получают именно тоже вот развитие своей энергии внутренней, да, то есть, собственно, своей сущности женской. Вот. Второй момент, о котором здесь тоже очень важно сказать, это никогда не надо забывать в себе именно женщину, да, то есть если сейчас, там, я задам вам вопрос, кем вы себя, ну, не знаю, позиционируете и кем вы себя видите, то очень часто от женщин я слышу, ну, например, различные социальные роли. Кто-то говорит, там, я человек, кто-то говорит, я мама, да, там, кто-то говорит, я там дочь, жена и так далее. И очень часто мы забываем про самую главную, наверное, роль женщины, с которой этой ролью, можно сказать, биологической ролью женщины, с которой она рождается на свет, это роль, собственно, женщины. И вот как раз роль женщины, она подразумевает то, что на первом месте у женщины всегда должна быть она сама. Потому что есть такая очень классная метафора. Обратите внимание, наверное, да, может быть, ну, все вы знаете, что если вы летите в самолете с ребенком, то первое, если вдруг будет турбулентность, что вы сделаете? Вы одеваете маску сначала на себя, а только потом на ребенка. Почему? Может кто-то сказать? Чтобы помочь ребенку. Чтобы помочь ребенку. Ну, то есть, другими словами, почему мы это делаем? Потому что если мы на себя маску не оденем, то мы вряд ли чем-то поможем нашему ребенку, понимаете? То есть говорит о том, что если мама будет несчастлива, если мама не будет чувствовать свое внутреннее состояние вот этого гармонии, счастья, ощущение вот этой вот развития своей внутренней энергии, то от этого страдать будет не только мама, от этого будут страдать все, в том числе и, ну, собственно, семья, и большей части дети, потому что дети, так как материнский инстинкт, он у женщин находится, ну, изначально он присутствует, а у отцов он формируется в процессе там первых месяцев жизни, да, то вот как раз ребенок очень чувствует на уровне подсознания свою мать. И если у мамы чувствует себя дискомфорте, если она чувствует, что вот она плохо отдыхает, или она не отдыхает, или ей там не хватает, ну, вот она, какие-то мысли у нее, которые ей не дают вот получить, так сказать, вот ощущение удовольствия, то ребенок это все чувствует и берет на себя, да, соответственно, ну, когда так более в таком, если продолжении сказать, когда потом этот ребенок вырастает, то у него могут возникать какие-то сложности по отношению там, вот, к себе, с миром взаимодействия, да, и связаны эти сложности будут именно вот с тем, что он даже сам не будет понимать, откуда это, да, то есть, а почему так происходит, что у него, ну, вот, где-то что-то происходит, какое-то недопонимание каких-то вот вещей. Поэтому здесь очень важно
помнить о том, что в первую очередь я женщина, и мне нужно сейчас одеть маску на себя сначала, да, только когда я одену маску на себя, то есть когда я сделаю хорошо себе, только так я сделаю хорошо всей семье, да. И помните, наверное, есть такая фраза, да, что если дома, если у мамы дома нет настроения, то настроения нет у всей семьи, да, что вот, ну, что-то типа такого было сказано. Это вот как раз про это. То есть если мама находится в гармонии самой с собой, то и в семье будет гармония. Гармония будет, собственно, и в отношениях с мужем, гармония будет в отношениях с детьми, ну и, собственно, вот эта семейная гармония, она действительно будет присутствовать, потому что это душевное равновесие, оно будет здесь, собственно, быть. Но как понять, что я, например, ну, мне не хватает, да, гармонии? Первый, самый простой способ, это если вы чувствуете, что в какие-то моменты вы не очень себе нравитесь. Ну, например, сегодня вы проснулись, и вроде бы все хорошо, вы выспались, все прекрасно, завтра вы просыпаетесь, чувствуете какой-то вот дискомфорт, сегодня мне что-то вот, выгляжу я не так, вес у меня не тот, ну и вот куча к себе вопросов, да. И это говорит о том, что вот как раз происходит дисгармония. И здесь, соответственно, возникает вопрос, что же нужно сделать, чтобы вот эту убрать дисгармонию, а сформировать гармоничное состояние. Здесь нужно, наверное, вспомнить вообще, что такое женственность и что такое сексуальность. Потому что, по сути, эти два понятия, они тождественны, да, они тождественны, и вот именно то, что мы рождаемся на свет, мы уже рождаемся с нашей женственностью и сексуальностью, но в силу вот каких-то разных критериев в жизни, то, что на нас влияет общество, там, установки и так далее, воспитания, но мы, бывает, вот про это забываем, да, то есть, ну, на самом деле есть очень много установок, которых с детства, ну, не дают, например, женщинам себя реализовать. Ну, например, очень такая установка, да, это как девочке главное выйти замуж успешно, да, вот, ну, она очень часто тоже мешает, ну, делать какие-то выборы, мешает двигаться вперед, мешает, например, самореализовываться или еще что-то, ну, потому что, как бы, человеку вроде бы как сказали, ну, что ты там пытаешься что-то делать, это как бы не про тебя, это вот, ну, тебе это не нужно, да, уже априори, хотя она даже не пробовала. Вот, и здесь возникает вопрос, что же делать, как быть, оставаться женственной, оставаться вот с этой внутренней энергией. Ну, как я уже сказала, что женственность, сексуальность – это и есть, собственно, внутренняя энергия женщины. И здесь очень важно просто эту энергию что делать? Постоянно подкреплять, да, то есть ее укреплять эту энергию, то есть если вы ее теряете, то обязательно ее нужно пополнять, эту энергию. Ну и существует несколько способов, как это делать. И вот самый главный способ, наверное, самый важный способ, это первое, для вот особенно молодых мам, это очень актуально, это отдых. То есть нужно отдыхать. Отдыхать притом нужно так, что даже если вы понимаете, что ваш ребенок там спит, например, в обед, допустим, в обеденный сон, да, и вы в это время там делаете уборку и так далее, но при этом вы хотите спать, то лучше лечь спать. Только здесь нужно понимать, что более важно мне сейчас, в моем состоянии, да, потому что на самом деле, поверьте, никто не имеет права осудить вас за то, что вы там кушать не приготовили, не знаю, уборку не сделали, что-то еще не сделали. Ваша главная задача, особенно мамы вот в первое время, да, кое сейчас я тоже, собственно, являюсь, да, это отдых, то есть вы должны быть отдохнувшей всегда, только тогда вы будете расти счастливого ребенка, да, то есть только тогда ощущение вот этой вот состояния внутренней гармонии у вас будет присутствовать. А как можно отдыхать? Отдыхать есть много способов, да, но для женщины очень главный такой способ отдыха – это, конечно же, природа. То есть на самом деле природа – это то, где мы, женщины, получаем основную, наверное, энергетику, да. К сожалению, в Якутии не всегда есть возможность зимой выйти на природу, да, но прогуляться по парку, пройтись мимо деревьев там, и так далее, даже пусть они там под слоем снега и так далее, очень важно. Поэтому здесь я очень часто рекомендую, независимо от времени года, совершать бесцельные прогулки. Что это такое? Это когда вы выйдете из дома именно с целью гулять. То есть не с целью куда-то мне нужно сходить, что-то купить, что-то отдать или передать, или что-то сделать. Нет, а когда я выхожу из дома с целью прогуляться. Важно здесь что? Телефоны либо выключаете, либо предупреждаете, естественно, что у вас там не трогали там сколько-то времени, да, вот.
Музыку вы можете включить такую фоновую, то есть чтобы она сильно не перекрывала вам, ну, собственно, основное восприятие природы, и находиться здесь и сейчас. То есть не думать о том, вот я сейчас прогуляюсь, приду домой, что я буду делать, там, а у меня еще столько дел, там, и так далее. Нет. А вот именно если вы вышли на улицу, вы пошли гулять, то думать только вот сейчас, вот что происходит со мной. Вот сейчас я иду по улице, что я вижу, что я наблюдаю, что со мной происходит, какие я чувствую вот эмоции вот сейчас, не вот когда-то там или в будущем, да, а именно вот на сегодняшний момент, вот прям на сегодняшнее, так сказать, время. Для начала попробуйте хотя бы час-полтора гулять, потом увидите, как это дает вам энергетику, и вам захочется гулять на самом деле еще больше. Вообще я рекомендую прям гулять так основательно по 3-4 часа. Это дает действительно очень... Да. Ольга, большое спасибо, такие интересные советы, вообще все так здорово. Пожалуйста, скажите свои координаты, как мамочки могут к вам записаться на онлайн-консультацию или найти вас в социальных сетях. Пожалуйста, расскажите. Хорошо. Хорошо. Давайте я немножечко вот закончу мысль, да, и расскажу. И вот помимо этих бесцельных прогулок еще очень важно женщинам заниматься танцами. Танцами, йогой, спортом. Но вот танцы, почему? Потому что танцы позволяют почувствовать свое тело и позволяют понять вот действительно, насколько я это тело принимаю у себя. Потому что принятие и восприятие своего тела – это одна из основ принятия себя, в котором и будет формироваться гармония вашего внутреннего «я». Ну, это вот прям очень-очень коротко, да? Меня можно найти в 2 аккаунтах. Первый основной аккаунт – это аккаунт страницы именно сексолога. Это сексолог, _, Ольга Бородина. Либо вы можете написать в Инстаграме «Сексолог Якутск», и у вас выйдет единственная эта страница, да, потому что как бы на сегодняшний момент в Якутии я пока единственный сексолог. Вторая страница – это центр.гармония, _, ЕКТ. Если вы в Инстаграме напишите «Психолог Якутск», то у вас выйдет такая картинка, в ладошках вот так вот идет бабочка голубенькая такая. Вот это моя страница. Можете тоже зайти, подписаться, можете написать в директ. Вот, и там, собственно, есть ссылка и WhatsApp. А так по телефону вы можете связаться со мной, это 914-275-05-35. Но только большая просьба писать именно в WhatsApp, потому что в силу того, что я сейчас сижу с маленьким ребенком, я не отвечаю на звонки в основном, а именно только переписываюсь в WhatsApp. Вот, поэтому будут вопросы или какие-то, не знаю, предложения, или захотите провести консультацию, или поучаствовать в курсе, или там еще что-то, пишите, с радостью отвечу. Приятно было вот так экспромтом здесь немножко с вами побыть и рассказать коротко. Большое спасибо. Ольга, большое спасибо. Мы всегда рады сотрудничеству. Будем вас приглашать на наши онлайн-эфиры. И вот сейчас мы тоже решили с Юлей, с Туяной мы будем проводить различные тренинги или, можно сказать, консультации вот в Zoom 40-минутные. И как спикера мы обязательно вас пригласим. Хорошо? С радостью поучаствую. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. Так, Туяна, пожалуйста, кто на следующий? Так, ну, в принципе, сейчас у нас начинается свободный микрофон, да, и разрешите мне на правах организатора первый начать этот свободный микрофон, поприветствовать всех наших дорогих мамочек, прекрасных участниц нашего проекта, наших дорогих социальных партнеров, которые поддерживали нас и организационно, и информационно в течение всего этих долгих 11 месяцев. И вот как раз Ида Афанасьевна говорила о том, что идея проекта «Общественный суд семьи» как раз донести позитивный опыт до каждой молодой мамы. И действительно, отпуск по уходу за ребенком – это вообще время такое прекрасное и сложное одновременно, потому что я трижды сама сидела в декрете и по себе знаю все прелести и все тяжести этого декретного периода в жизни молодой мамы. Да? И с появлением ребенка, конечно, мы, женщины, как минимум на 2 года уходим, выпадаем из активной общественной, из активной вообще жизни, да, и при этом нередко действительно теряем свои профессиональные, социальные навыки, а затем нам вдвойне сложнее, чем нашим мужьям, нашим мужчинам возвращаться в строй. Об этом как раз тоже Сардан Владимировна и Анжела Егоровна вначале говорили. И вот основная задача нашего проекта была, чтобы молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, поверили в себя, стали
более конкурентоспособными. И проект наш был ориентирован прежде всего на это, чтобы женщины в себя поверили. И мы для них создали такие условия для вас, да, чтобы вы могли профессионально развиваться, могли обучаться в любое удобное для вас время, в любом удобном для вас режиме. Ребенок спит, вы, может, включили, посмотрели где-то, да, вот. И вы действительно прошли обучение у высококвалифицированных наших специалистов, которых я считаю на данный момент самыми лучшими экспертами, практиками, овладели навыками ведения личного семейного бюджета, да, цифровой коммуникации, личной эффективности, заложили основу формирования личного бренда через, то есть основу деловой репутации через личный бренд. Мамы получили психологическую поддержку. С нами работала Надежда Васильева, да, очень классный специалист. Следующему потоку, наверное, повезет, потому что с нами будет работать также Ольга Бородина, сексолог, да. Вы проходили, у вас повысилась финансовая правовая грамотность, кстати. Вот, обучение вы проходили в кругу единомышленниц. Самое важное, мы хотели, чтобы у вас создалась такая среда, где вы могли получать новые источники информации, друг с другом обговаривать, переговаривать, передавать эту информацию. У вас появились новые психологические, новые контакты, да, это вот нетворкинг. Это очень психологически важно для девушек, которые сидят на декрете. Вот. И по итогам реализации нашего проекта, по отзывам, а вот отзывы вы можете посмотреть по хэштегу нашего проекта СЖО, нижний пробел, сделано руками мамы, да, мы понимаем, и нас это очень радует, нашу команду, потому что мы видим, какие серьезные изменения произошли в вашей жизни, в вашей семье, в вашем самосознании. И действительно переосмысление вот жизненных ценностей, в основном это вот наша команда проекта и добивалась. И получая через наш проект тот позитивный опыт, мы начинаем думать не только о том, вот как в период пандемии не заболеть, там, да, как выжить в период такой сложный, но и таких ценностей, как самореализация, становление себя как личности, как специалиста, как эксперта. И все ведь на самом деле начинают с малого. В проекте есть девушки, опытом которых я просто воодушевлена, потому что они вот рукодельничали сами, да, потом пошел спрос, появилось предложение, и вот это вот любимое дело, которым они занимались, оно выходит на новый уровень и уже приносит свой определенный уровень дохода. Вот Мария Степанова с Горного Улуса, она открыла свою онлайн-школу, запустила несколько курсов по шитью. Светлана Никанорова, да, она открыла, с мужем открыла семейную мастерскую по изготовлению игрушек и сувенирной продукции из дерева. Кто-то нашел себя в СММ, да, вот Светлана Макарова, допустим, автор таких красивых брошек авторских, да, вот. И мамы ведь не только нашли себя в этом деле, не только развивались как личности, но и стали получать доход. Но я вот сейчас смотрю итоговый опрос, многие начали регистрироваться как самозанятые, это здорово на самом деле. Но я считаю, что действительно получать доход, но это очень большой шаг вперед для молодых родительниц. Поэтому скажу, что наш проект, он был намного шире, чем стимулирование малого бизнеса, да? Он больше ориентирован на вашу самореализацию в творческом, духовном плане, на ваше профессиональное становление. Я надеюсь, что наша команда, наши эксперты смогли вам в этом помочь. Вот. И Ида Афанасьевна как раз был курс, у нее прекрасное обретение своего женского предназначения. Я считаю, что с этим, в принципе, мы как эксперты справились, потому что счастлива мама, все счастливы, и это самое главное. Я очень благодарю наших социальных партнеров, фонд президентских грантов, наши представители администрации муниципальных районов, действительно за ту поддержку в реализации этого проекта. Но мы на этом не останавливаемся, потому что мы замахнулись, когда мы проводили опрос, итоги, мы поняли, что к нам хотят принять участие в этом проекте мамочки из других районов. Они говорили, а почему только Намский, почему только Мегинский, почему только Якутск, мы вот тоже хотим, Жиганская писали, Сабина Батантая девушки. И наша команда решила, что мы будем реализовывать, продвигать наш проект на арктические северные районы. Мы долго работали над нашим проектом и подали его на конкурс фонда президентских грантов на 2021 год. И очень надеемся, что мы его выиграем и сможем реализовать, и сможем помочь нашим мамочкам в арктических районах. Я очень рада за вас, наши мамочки дорогие, потому что каждую из вас я лично знаю ваши истории личного бренда, легенды, да, и встретя вас, мы как бы в офлайне не встретились, но в онлайне мы обязательно с вами встретимся, я буду вас знать прекрасно, да. Мы, Союз женских организаций, двери
и наши сердца для вас всегда открыты. Мы готовы поддержать все ваши социальные и общественные инициативы. И знаете, я хотела бы закончить. Мы не делаем великих дел, но каждое маленькое дело мы делаем с великой любовью. И это все о вас, для вас. И еще один момент. Наши социальные партнеры подготовили для вас небольшие сувениры ко Дню матери. Вот. И в районах вы их сможете получить в администрациях районов, либо через наши женсоветы. Я это в группу еще по потокам напишу. И город Якутск получает у нас золотые сертификаты. Мы вам всем направим сегодня-завтра на электронную почту. И в распечатанном виде мы тоже направим через женсоветы. Вот Анжела Егоровна показывает сертификат. Он у вас вот такой красивый. Я очень рада, что мы с вами встретились в этом проекте. Я очень надеюсь, что вы будете продолжать самосовершенствоваться и будете нашими надежными помощниками, нашими соратницами в деле женского движения в республике. Приглашаем вас к нашей молодежной крыло Союза женских организаций, в наш фонд Arctic Lady, и двери нашего союза для вас всегда открыты. У меня все. Большое спасибо, Туяна. Пожалуйста, может, кто-то хочет еще сам выступить или есть какие-то вопросы по проекту. Мы рады вас выслушать и уже подводим небольшую черту. Скоро подведем итоги нашего большого проекта и нашего выпускного. Конечно же, вы хотели, чтобы этот был выпускной очно. Вы бы все приехали с Улуса в город Якутск. Мы бы выбрали красивый такой актовый зал. Мы даже хотели какой-то белый зал. Вас бы всех там наградили. Но, к сожалению, вот пандемия свои внесла коррективы, но мы надеемся, что мы обязательно, если даже не весной, а через год, да, вот говорят, все это, надеемся, будет остановиться, все получим вакцины, и давайте через год запланируем осенью следующего года обязательно встречу золотых мамочек, участников проекта в городе Якутске с молодежным крылом вот Союза женских организаций Республики Саха-Якутия, это чтобы было очно. Да, мы встретились. А так дистанционно мы всегда рады вам помочь, общаться. Вот я сегодня с утра сижу, с вами веду это мероприятие, параллельно была еще на одном мероприятии, сейчас у нас будет онлайн-мероприятие по экологии, да, всероссийская конференция, еще с утра его. Так что видите, какое время пришло, да, целый день сидим, и онлайн проходим обучение, общаемся и проводим мероприятия. Видимо, эта жизнь еще у нас будет до весны, поэтому мы вас всех приглашаем. У нас есть небольшой план Союза женских организаций. У нас, значит, вот до конца года у нас будет проходить пленум Союза женских организаций. Мы туда приглашаем всех председателей женсоветов, да, улусов со всей республики. Будет форум, куда мы тоже ссылку обязательно отправим, онлайн-форум молодежного крыла Союза женских организаций, который называется «Развитие в период пандемии». Да, Юлия? Там будут очень хорошие спикеры, организационные вопросы, да? Туда тоже приглашаем 18 ноября. Потом мы будем чествовать ветеранов женского движения. Мы бы хотели очно их поприветствовать, но, конечно, это невозможно. И, наверное, все-таки в онлайн большая просьба тоже вот в улусах, городах, администрации, которые нас слушают, обязательно в День матери Российской Федерации в ноябре чествовать ветеранов женского движения, да, с 30-летием Союза женщин России. И также у нас запланировано, мы будем работать, вот, помогать улусам, тем людям, которые хотят создать свое НКО. Чисто я буду вести, значит, курсы, которые называются менеджмент, да, в НКО, это управление, да, в НКО. Туяна будет по личному бренду, и будем рассказывать, как создавать некоммерческую организацию, как регистрировать устав, как участвовать в грантах. Также у нас есть очень хороший проект, который называется «Сохраним экомир детям». Да? Вы, наверное, все выполнили, да, домашнее задание. Мое было прочитать сказку, да, «Приключения розовой чайки и ее друзей». У нас большая радостная новость. Наша автор Анастасия Дорбасова уже придумала вторую сказку, продолжение этой сказки для ваших детишек. И она также уже работает над третьей частью сказки «Приключения розовой чайки» и ее друзей. И вот с этой экологическим вопросом мы тоже сейчас сотрудничаем с Министерством экологии,
чтобы эти книжки тоже выпустили. И мы хотим, вот когда мы вторую книжку уже распространим электронно, чтобы вы со своими детишками читали и тоже обязательно в социальных сетях, в Инстаграме прочитали своим детишкам эту сказку. Может быть, вы вместе будете читать, может, будут читать дети, которые повзрослее, да, маленьких. И мы будем этим самым вместе с вами популяризировать, да, сохраним экомир детям. Вот. Еще у нас очень много параллельно проектов, мы сами себе придумываем очень много мероприятий, иногда у нас не хватает рук и ног реализовывать их, а вы будете нашими помощниками, и мы вместе сохраним этот мир, и чтобы, несмотря на пандемию, все говорят, плохо, 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 действительно очень тяжелое время, да, особенно вот по здоровью, когда уходит старшее поколение, это страшно. Мы должны все-таки сохранить вот это семейное тепло, позитив, и чтобы наши дети, наши внуки смотрели как-то все-таки светлое будущее, да? А то с экранов телевизора все время там убили, здесь убили, там плохо, здесь плохо, это, конечно же, тоже отлаживает свой отпечаток в подсознании семей, матерей, детей, мужей. Поэтому уже подводя итоги, есть, да, желающие выступить? Да, давайте. Сарглана Никанорова. Сарглана, пожалуйста. Здравствуйте всем, меня слышно, да? Сарглана, да, помню, пожалуйста. Здравствуйте всем. Поздравляю всех с Днем Матери, во-первых. Я хотела бы выразить благодарность вашему проекту. Вкратце о себе, если я вот Никанорова Сарглана со второго потока из Горного района, являюсь матерью 5 детей. Так, во время нашего, во время этого проекта, я для себя сделала такие выводы по семейному бюджету, по личному бренду. И мы с мужем запланировали этой весной, что обязательно к осени сделаем для меня личное дело. И поднакопили бюджет и купили лазерный станок на сумму 300 тысяч. И это для меня, лично для моего личного бренда очень большой такой старт. Я сейчас изготавливаю детские игрушки, сувенирную продукцию с мужем из дерева. Так что это для меня очень большое дело. Огромная благодарность этому проекту. Всем руководителям, организаторам, спикерам, конечно. И хочу, чтобы побольше женщин, молодых мамочек участвовали в таких проектах. И дальнейших успехов вам. Спасибо. Ой, спасибо, здорово. Это вообще супер достижение, конечно, что у тебя, наверное, это было все в задумках, а наш проект дал тебе такой толчок, и это все случилось. Это здорово. Поздравляем. И, наверное, ты уже можешь сама обмениваться опытом и другим мамочкам рассказывать, которые хотят, допустим, по дереву что-то делают, у которых нету станка, что можно так заниматься своим делом. И ты будешь личным примером, мы будем рассказывать другим, и чтобы другие мамочки, если тоже сделают это же самое, это, конечно, будет большое достижение. Большое тебе спасибо. Здорово. Так, Туяна, наверное, мы подведем черту, да? Туяна? Так, подводим итоги. Кстати, о Сарглане Никаноровой. Ее отзыв попал в статью о нашем проекте, который выйдет на портале «Твой Дальний Восток». Ссылку я в группу тоже скину, статья о нашем проекте и как раз о Сарглане Никаноровой, о ее опыте участия в нашем проекте там тоже есть. Здорово, здорово. Большое всем спасибо. Но мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Инстаграм СЖО ЕКТ
собачка СЖО, черточка внизу ЕКТ. Следите за новостями. И также можете подписаться на мой личный аккаунт, который называется Анжелика Горная. Я стараюсь тоже там все информировать, но мне, честно говоря, совершенно не хватает времени. Но мои девочки «Молодежное крыло» следят за моим личным брендом и говорят: Анжелика Егоровна, вы что-то совсем ничего не пишете. Но у меня с утра до вечера очень много мероприятий, совещаний, но несмотря на это, мы должны всегда обмениваться энергией, обмениваться знаниями, обмениваться интересами. Тогда действительно жизнь станет намного интереснее. И я считаю, что этот проект наш удался. Наш первый блин не стал комом, а стал, наоборот, еще лучше. И большая просьба тоже у себя, вот тоже в Инстаграме, на ваших социальных сетях, сайтах тоже расскажите, что у нас сегодня прошел выпускной. Хоть мы и очно не встретились, я бы вас всех тут расцеловала, вручила бы вам сертификаты, все, как я обычно люблю это делать. Но, к сожалению, этого не случилось. Но я думаю, что каждый остался в душе довольным нашим вот выпускным. И думаю, что мы еще встретимся 18 ноября. Я буду рада тоже вас всех очень видеть на форуме, на онлайн-форуме молодежного крыла Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. И, наверное, хочу пожелать каждой из вас. Сегодня вы должны загадать желание, потому что уже подведение итогов, и загадать такое желание, что оно бы обязательно сбудется в 2021 году, потому что закончится вот этот наш сложный год, год пандемии, год крысы. Я немножко увлекаюсь фэн-шуй, а следующий год будет год быка. И сказали, что год быка, он будет намного лучше, чем этот год, высокосный год пройдет, и в 2021 году обязательно то, что не сбылось в этом году, сбудется в 2021 году. И вашей семье желаю самое главное – здоровья, удачи. Берегите себя в первую очередь, как сказала психолог, берегите своих детей и самое главное – берегите своих мужей. Какая жена, такой муж. Какой муж, такая жена. Вот посмотрите на своего мужа и решите, если он у вас очень хорошо выглядит, опрятный, работает, хороший у него аппетит, значит, вы хорошая жена. И то же самое можно сказать про жену. Если муж на вас посмотрит, если вы хорошо выглядите, аппетитная, чистенькая, аккуратненькая, значит, он хороший муж. Так что всем желаю семейного счастья и благополучия. Большое всем спасибо.